Ну что, друзья, всем привет. Это второй день, ребята. Вчера приезжал, расставлял жерлицы, пробовал рыбачить на удочку. Чуть выше стоят комбайны. Все, как вы видели. Вчера бодался, ездил, ребята, по всей реке, где мог, бурился, искал, такие точки, где я когда-то ловил. В общем, вчера ни одной поклевки, ребят, я не увидел. До часа я здесь находился. Сработок не было, и не было, получается, сработок на комбайне. В общем, прилетел чуть попозже сегодня, дал утряночку, думаю, мало ли, если щука активничает, то может какие-то поклевки будут утренние. В общем, ребята, не прогадал, 2 сработки сразу подряд, получается, через жерлицу. В общем, смотрю, наверное, ребята обманывают, 3 сработки, потому что вот здесь что-то я наблюдаю, что флаг улетел, как будто бы. Да, все верно, ребят. Флаг улетел. Не знаю, что-то плохо флажки держатся на этих жерлицах. Да, ребят, смотрите. Улетел флаг. Вымытки так таковой нету. Флажочек валяется. Там вроде все в порядке. В общем, 3, ребят, поклевки. К одной из них подходил полная вымотка. Это радует. Но здесь, ребята, полный дровяник. И почему-то надеялся вот именно на вот это место, а сработало выше ямы вот этой. Что, поглядим, ребята? Сегодня вьюга, вообще буря страшная, тепло, но буря. Поле все переметено, где моя буранка вчера была. Ехал, опять топтал дорогу, по лесу более-менее буранка есть. Ладно, давайте взглянем, может какая-никакая щучка будет. Хотя, ребят, что-то мне подсказывает, что завела она капитально. Ладно, посмотрим. Погнали. Вчера, ребят, оставлял карася здесь. Смотрю, никто не приходил. Как раз какой-то пузатый, икряной, что ли. Тем более с икрой, конечно, он вообще не двигается. В общем, вот сработка, ребята. Наверху смотрите, что творится. Жерлица и следующая сработка. Полная вымотка. Натянуто капитально причем. Все, ребят, о чем я и говорил. Просто в дровах, бляха-муха. Что-то пошло, вроде пошло. Ах, не пошло. Я знал об этом. Но я вчера хотел порыбачить. Вот именно. Обидно. И думаю, если буду контролировать ситуацию, то буду подсекать. Сработок не было, но думаю, работа проделана, оставлю. Где-то вырвал сначала, а потом опять завела. Здесь сплошняк, ребята. Петельку надо было делать, опять скажете. Да, возможно. На двойниках она бы не успела заглотить, мне кажется. Она бы его протащила, петля остановилась. Сколько там мы дали? 2-3 метра. Она бы выплюнула. Блин. Вот первое, ребята, о чем я и говорил. Сразу же. У меня сразу так было понятно. Если полная вымотка, то это все хана. Ладно, идем к следующей. Так, друзья, здесь тоже полная вымотка. Капитальный натяг. И все, пожалуйста, ребята. Засранец Андрей Викторович. Так не делается. Так не делается. А что, ребята, делали? Вот подскажите. Петля. Я пробовал, ставил петлю. У меня была сработка. Идет вымотка. Получается, леска заканчивается. И все, она то бишь чувствует сопротивление. И выплевывает. А вот именно щука в корягах и живет. Зараза. Жалко мне. Не жалко мне тут леску, что-то там. Мне жалко рыбу, которая на крючке. Леска тут у меня еще мощная. Рвется что-то. Что-то тащу там, ребята. Тяну, рву. Нет, все, оторвал нахрен. Рыбацкие будни, ё-моё.
Ну, стой, наверное, то же самое будет. Была рыбка, но не наша. К чему это перевело? Ну, я, в принципе, догадывался полностью, что так и будет. Здесь тоже оторву сейчас. Что, ребята, всем привет, добрый вечер. Шикарная погода, -2, ветра вообще практически нету. Прошелся тут по парку с работы. Кайфовое настроение, всегда вот думаю, сейчас бы на льду в такую погоду, ночку. Ну, в общем, ребята, недавно припылил с поездки. И сразу же намечается, ребята, она у нас вторая по счету, так скажем. Здесь, ребята, билеты ЖД Сыктывкар, Ярославль. Я думаю, многим понятно будет, куда я еду. В общем, 3 дня в запасе у меня. Ну, пока работаю. В общем, сборы. Ну, мы начинаем новое путешествие. Билетики есть. Самое главное, повезло, что были места и на определенную дату, потому что еду к человеку. У него время ограничено. В общем, все шикарно. Все, билеты на кармане. Это здорово. Ну что, ребята, всем привет. 9 утра, 19 февраля. В общем, ребята, с сегодняшнего дня начинается новое путешествие, новая рыбалка. И, наверное, самая такая дальняя из всех поездок на сегодняшний момент, как я начал снимать видео на YouTube. Давайте, ребят, немножко поподробнее. Есть у меня Александр, подписчик канала, живет он в Рыбинске. И давно мы с ним на переписке. И, в общем, он постоянно мне говорил: Андрюха, приезжай ко мне, говорит, по щуке, вот именно по жерлицам. По жерлицам занимаюсь где-то 3 сезона, вот. И да, что-то изначально не получалось, не были понятия. Но потом в дальнейшем все это начало мне развиваться, больше нравится, были какие-то трофеи. И это моя из самых любимых рыбалок, наверное, из зимних на сегодняшний момент. Еще в прошлом году Саня говорил: Андрюх, приезжай ко мне, говорит, в Рыбинск, на Рыбинское водохранилище, на Рыбинское море, да, как по-простому местные называют. Приезжай по рыбальным, по щуке, вот именно по жерлицам. Щуки будет много, зверские поклевки и хорошая щука. 5, 3. В общем, ну, такая рыбалка, которая для них это не редкость, а у нас 3, 5 выхватить уже какой-то трофей. В прошлом году не получилось. В общем, хотел я съездить к нему до Нового года, но льда не было еще у них, получается. Ну, в общем, ребята, этот момент X настал. И сегодня, ребята, я начинаю путешествие именно в ту сторону. Купил билеты, пойду на поезде. Поезд завтра, ребята, с утра в 9:20. И, в общем, Сыктывкар, Ярославль. Послезавтра, 21-го, в 5 утра 20 минут я буду на месте в Ярославле. Ну и, соответственно, с Ярославля уже пойдем на Рыбинск. И, в общем, там уже начнется, ребят, телодвижение, рыбалка, что-то как-то. И в дальнейшем как-то все будем смотреть. Едем сегодня со всей семьей. Буду снимать квартиру, наверное, потому что есть в городе еще кое-какие дела. Заедем по магазинам, надо кое-что прикупить. И чтобы завтра с утра уже тут не выдумывать и рано утром не вставать, не ехать, спокойненько, ребята, уже с Сыктывкара уже мои дамы мои проводят меня, и, в общем, я пойду, ребята. Все, я думаю, начнем, ребята. Начнем путешествие в сторону Ярослава. Все, я предлагаю, ребят, посмотреть этот многосериальный, наверное, фильм, потому что порыбачим, наверное, раза 3-4 будем выходить. В общем, там все будет руководить Александр, ну а так, в целом, ребята, я полностью готов, вещи у меня собраны. Ну, в общем, иду как бы налегке, но кое-какие вещи я взял, и, в общем, все готово, ребята. В общем, в 12 часов где-то мы выезжаем сегодня в Сыктывкар, там делаем дела, снимаем квартиру и на хода. Все, ребят, давайте со мной.
Поддержим лайкосиком, ребята. Я думаю, будет интересно все. Так, ребят, ну что, мы выскочили. Уже едем по трассе. В общем, до Сыктывкара нам 88 километров. Если быть точным прям. Лариса Юрьевна штурмует. Короче, ребят, вот мои вещи. Ирина Андреевна. Не странно, ребят, аномальная погода вообще на февраль месяц. В это время обычно в юге метели, а тут плюс 2 сегодня прям. Вообще, что творится в селе, просто проехать невозможно, каша, короче. Ну, так, чтобы понимали, в принципе, минус 20, вот так вот. Это только вот в марте, в конце марта такая погода. Что происходит? Возможно, из-за этого рыба не клюет, ребята. Ну, в общем, что, мы шагаем. Часик, наверное, будем в Сыктывкаре. Все, полетели. Вторая 92, пожалуйста. 10 литров. Нету? Да-да-да. Спасибо. Не нужен. Так, друзья, ну что, в Сыктывкаре долетели. В общем, в первую очередь хочу съездить в рыболов сервис. Короче, корешочек у меня там работает, Серега. Хочу прикупить, ребят, костюм. Во-первых, мой слишком, ну, с мохом, ребята, которые в курсе, да, я двигаюсь. Он слишком теплый в Ярославле, ну, в Рыбинске. Там вообще плюс стоит, ну, как у нас, в принципе. Я в нем просто там припотею. Да и он, в общем, у меня уже подустал. Уже 3 сезона я в нем. В общем, он у меня уже разваливается, короче. Ну, решил, ребята, пока есть время, возьму себе костюмчик как раз на весну. Такой легенький. А на следующий сезон уже возьмем хороший костюм. Потому что, ну, это такой костюм не подходит немножко. Вот. Да, в нем тепло, да, но двигаться в нем очень жарко. Потеешь, он как бы простой. Никакая не мембрана, в общем. Возьмем какой-нибудь дешевенький костюмчик. Ну, в общем, Серегу навещу как раз заодно. Вот. Девчонки остановились. Понятное дело, в торговый центр, там что-то им надо. Ну и, в общем, здесь недалеко как раз рыболов сервис. Туда и заскочу. Короче, шопинг, ребята. Устрою себе шопинг небольшой. Погнали. Вот прицепики здесь, ребята. Корыто, шмыто, все дела. Ну, а нам туда получается. Что-то я, короче, подумал, и вот если за легкий ты говоришь, да. Давай, наверное, походим на его. Там, говорит, вообще уже теплынь. Ну, наверное, жарко будет, наверное, кажется. Вот этот, который говорит, понял, да. Не, слушай, все четко, четенько. Нормально пойдет. Вот это тут уже простор, все уже. Чик-чик, все. Все, нормально все. Вообще, ну, ребята, быстренько сделали, вон подобрали костюмчик. Серега скидочку сделал хорошую. Вообще красота. Ну, спасибо пацанам, конечно. Так что все, есть новый костюмчик. Будем его обкатывать как раз на рынке. Погода портится, все, едем, наверное, мы сейчас квартиру искать. А потом дальше больше посмотрим. Все, погнали. Все, ребята, определились с квартирой, короче, по месту не нашли мы нифига. Рядом с вокзалом. Занято было. Точнее, мы договаривались, но люди с оттуда не съехали. В общем, зашли тут в ленту купить поесть что-нибудь на вечер. Ну и так что, у нас время есть еще. Погуляем. Все же с деревни приехали, ребят. Может, что до дома купим. Сковородки, шметки.
У нас в деревне такого нету. Ну, в общем, как-то такие путешествия, в общем. Я думаю, интересно будет все равно, ребята. Как, что да, как. Ну, в общем, сейчас покушать и на квартиру что-нибудь готовить. Я сегодня ничего не ел. Ладно, сейчас Юрьевна начнет тут что-нибудь брать. А вот, ребята, рыбка, смотрите, лосось, кижуч, туда-сюда, горбуша, стейки вот продают, охлажденочка, форель по карте 1000 рублей за килограмм, лосось 1000 тоже, кижуч, ну тоже в районе вот, короче, вот такие ценники, ребята. Что сейчас только нету, ребята? Все готовое. Приехал, купил, пожал и уехал. Да. Вон, что такого? На развес первый хочешь, пожалуйста. Хлебушек возьмем, да. Давай, доча, жми. О, погнали. Наконец-то нашли, да, доча? Что, деревню лучше, скажи? Спросили, где Нойков живет, все объяснили сразу. 1/11, да, тут хрен найдешь его. Да. Ладно, поехали. Ребят, ну что, наконец-то мы нашли, искали очень долго. Во-первых, Лариса забронировала поближе к вокзалу, в общем, чтобы завтра с утреца проехать 400 метров, попрощаться, в общем, и поехать. Люди там не съехали, и давай мы, короче, звонить. Квартиры вообще нету. Я даже не знал, что такое ажиотаж по хатам, блин, в выходные. Попали в выходные как раз. В общем, отъехали, наверное, на 1,5 километра. Сняли за 1200, ребята. Сейчас покажу. Одна комната на 9 этаже у нас. В общем, ну, вот прихожка, что тут стабильно. Комодик туда-сюда, вешалка. Ну, все стандартно, Wi-Fi. Такая кухонка. Есть тут шкафчики. Кухня небольшая, балкон, холодильник, микроволновка. Ну, все стандартно, ничего такого интересного. Плита дешманская. Какая-то посуда. Что-то так немножко есть, да. В общем. Ну, рюмка есть. Нормально. Вот спальня такая, ребята. То бишь кровать и диванчик. Ну, в общем, зачем двушку снимать, если, допустим, с ребенком однушка вполне достаточно. Телевизор, столик, в общем, и ванна. Ванна. Вот такая ванна, ребят. Стиралочка. Ну, в общем, наверное, за 1200 пойдет. Вообще пойдет. Потому что мы за 1700 когда-то снимали студия. Ну, там так вообще хоромы, скажем. Ну, что, чистенько, уютненько. Чувствую, что не курили тут. Нормально, в общем. Вот такой вид. 9 этаж, ребята. А вот там река, смотрю, рыбаки рыбачат. Все, наконец-то добрались. Куча времени, в принципе, у нас. Не знаю, может, чем-то будем заниматься, может, куда-то выйдем. Самое главное, ребят, заехал, купил костюм, все, что хотелось. Продукты, конечно, на завтра, чтобы в поезд уже сразу. Термос я брал, залить кипятком надо будет. Там немножко выпечки, там бич-пакет взял, то бишь, ну, на сутки мне хватит чалиться. Ну все, ребят, что, перекусим, покушаем, наверное, с дороги. Время уже сколько? Время, как говорится, по большому, а мы еще не ели. 6 часов, 16 часов, 4 часа. Ладно, отлично. Так, друзья, а что у нас на обед? Или на ужин, или на чем? Купили салатов, короче, курицу готовую. Хлебушек. Вкусно, друзья? Все, приятного всем, ребятки. Перекусим. Что делать-то будем вечер? О, давай сначала покушаем. Ну да, голодные, ребята, с утра ничего не хавали. Да, конечно, накатались, с ума вообще сойдешь. А на какой выбор? Кося. Так, друзья, ну что, мы решили немножко прогуляться по ночному Сыктывкару, по вечернему. Ну а что тут гулять, в принципе, все понятно. Ковид, все закрыто, хотели в кино сходить, а так погуляем.
площадка, детки гуляют. Вот такие домища стоят. Не знаю, ребят, для меня немножко непонятно. Городская жизнь. Ну вот так все. Понятное дело, что здесь структуры, здесь заработки, здесь деньги, крутые машины, хорошие квартиры. Ну вот так, в целом. В общем, погуляем немножко. Где-то вот на 9 этаже здесь мы сняли квартиру. Надел новую курточку, ребята. Огонь. Посмотрим. Зашли, ребят, какой-то там, не знаю, скидочный какой-то магазин. Короче, я себе взял сумку под этот шмурдяк. Лариска там что-то там свое. Ну, Кирина Андреевна там какие-то ободки. В общем, так гуляем, ребята. Ну, ничего тут в городе по Сыктывкаре погулять. Короче, магазин, ребят, каких-то товаров, я не знаю, что-то набрали мелочи. Постоянных распродаж, короче. Ну, так, ну, прикольно что-то. Я вот сумку нашел дешевую, там, батарейки мы взяли с Ларисой дешевые на весы. 69 рублей. Да. Вот. 69 рублей 5 штук. У нас в Визинге стоит одна батареечка 131 рубль. На весы. На весы, ребят, магазин, чтобы манталей взвешивать на паре шеи. Ну, вот такие вещи. Домашние, накупленные весы. Ну да, да, такие мелочи. Там дробь вешать что-то туда-сюда. 100 с лишним рублей, а тут 5 штук, 60. Ну что там с девками гулять вообще беспонтово, они в магазин тянут, ребята. Я потом до Ярика не доеду, у меня денег не хватит просто. Пикар пиво, ребята. Ну это точно пройти нельзя. 100%. Сейчас зайдем, посмотрим. Тут по-любому что-то есть классное, разливное. На вечерок. Ага. Так. Чешская легкая, старик. Жигулевская. Кстати, ребята, все наше пиво. Наше пиво ценится вообще. Здравствуйте, девушка. Пивка нам налейте, пожалуйста. Вкусненького какого-нибудь. Пивка какого-нибудь. А что вкусно? Что у вас? Что идет вообще? Доча, нельзя туда заходить. Корону дайте нам, пожалуйста. Доча, нельзя туда заходить. Давайте не, наверное, фильтрованную. Да, полторашечку. Ребята, это солярка, поняли? Наша местная. Кстати, у нас ценится пивасик-то. Короче, взяли пиво, и вон там пиццерия, короче, еще есть. Сейчас мы туда еще хапнем и с Ларисой Юрьевной как разобьем это все дело. Ну, все-таки у нас разлука на какое-то время. На, грузи. Пойдем пиццу посмотрим, ребята, еще. Милана. Суши-бар, пиццерия, все дела. Ладно, пойдем посмотрим. Давай, заходи. Опа. Опачки. Че? Да, на вынос возьмем, конечно. Вон сейчас ребята нам замутят, походу, пиццу. Ребята, привет. Здравствуйте. А вы что-то по сушам только двигаетесь, да? Да. Нам пиццу бы вкусную какую-нибудь. Да? Все понял. Спасибо. Запахи стоят, смотри, четкие, да? Коктейли, фреши, понял, все дела. Ах, ребята, сейчас какую-нибудь замутим штучку. Что есть? Есть. У меня, короче, стаканчик получается. И, ну и давай на всех пиццу возьмем. Ты тоже будешь пиво? Ну, давай. Ну давай, по пиву. Короче, ребята, дочь сказала, здесь будем сидеть. Никуда не пойдем в хату. Будем здесь балдеть. Милана, если что, код туалета 35. Все, ребят, пользуйтесь лайфхаком. 35, если что, так быстренько забежали, короче. Смотря на коронавирус, ребята, еще какие-то заведения работают. Вот получается, сейчас сколько времени? 7 часов. 7 часов. Вот смотрите, движуха идет, ребята. Вот, даже это не центр, нифига. Ну, в общем, мы заказали пиццу, 2 пива. Дочь меринду пьет. Двух трубочек. Да, с 2 трубочек. В общем, нормально, что движуха в городе продолжается, в общем. Несмотря на то, что, вон, видите, ленточки какие-то, вот, много столов закрытых. Вот и получается пиво нам потянули. Спасибо большое. Может, Всё. вам трубочки нужны?
Да не, мы с мамой так. Давайте. С двух трубочек. Ваше здоровье, ребят. В общем, ребята, вот у нас такая пицца маленькая. Ну, мы маленькую взяли, 25 сантиметров. 4 сыра. Быстро сделали, нормально, хлопцы. Ладно, ребят, приятного всем аппетита. Я всех начала, а вы уже... У нас там ты смотри, с папой. А ты сидишь там и смотришь там мультики свои. Мы там это, мам, выключил это. Дома посмотрим. Да, ребят, вышел немножко подышать. Ну, с одной стороны, да, классно, ребята. Вот дом, да, вышел, вот такие сервис, все дела. Ну, я просто делаю вывод от деревенского пацана к городскому. Вот так заскочил просто, вот тут весь комфорт, да, накормили, напоили. Нужна лавеха просто, ребята, нужна лавеха. В деревне все по-другому. Там надо немножко добыть это мясо, эту рыбу. И чтобы потом тебя супруга накормила, или твоя там женщина, да, грубо говоря, приготовила, или ты сам приготовил. А здесь вот нужна лавеха, ребят, в городе. Город поглощает, но здесь нужны бабки, ребята, 100%. Все куда-то бегут, не спеша. Кто-то куда-то едет домой по работе. Такой кипиш в городе, да. Это я не исключаю, но в общем, как-то ну так. Уважаем, спасибо вообще, очень вкусно. Вам тоже спасибо большое. Вам Чаевые тоже хочу спасибо. немножко оставить на чай, на кофе. Мамай, то, что Что на мы можем салфеточке. угостить от нас? Да. Давайте я таки, нет, угощать не надо, я хочу немножко вам сделать на салфеточку. Да ничего не У меня надо, наличных спасибо. нету просто. Ничего не надо, спасибо большое. Очень Спасибо. Так, вроде, ребят, ни о чем, но погуляли прикольно. Да? Вообще классно погуляли, вообще. Похавали, короче, выпили пиво, блин, ё-моё. Все четко. Все, ну надо спать, ребята. Сейчас, Покачались на качелях. да, сейчас душ и этот, в общем, отбой. Завтра рано вставать на поезд. Все, ребята. С Этукарем будем прощаться. Все классно. Все, 9 этаж, хата. Все, давайте до завтра. Доброе утро. Мы уже на вокзале. Мы прошли уже этот, комиссии все эти. В общем, посадка начинается. Пойдемте грузиться. Как на 10-й вагон. Раньше КамАЗ до самосвала возить туда и сюда. Кошмарная. Короче, кучу бумаг надо собирать. Вот попасть на оператор. Здравствуйте. Начальник поезда Маргарита. Опрос пассажиров под запись на видеорегистратор. Замечания по обслуживанию имеется. Да нет, все порядок. Все хорошо. Да, да, спасибо. Чай, кофе. Чай, кофе предлагал проводник вам. Пока еще Температуру нет. мерил. Температуру мерил. Все понятно. Спасибо. Курить это уже не наше обслуживание. Ну, это да. Сейчас станция Микунь будет. Будем стоять 80 минут. Накуритесь. Ну что, друзья, потихоньку шагаем. Тронулись. Ну, со мной нормальные парни. Молодой парнишка и так постарше, короче. Есть с кем поговорить, в общем. Скоро будет Микунь, там остановка. Курить, ребята, нельзя. Ну, сами понимаете, сейчас все с этим жестко идет видеонаблюдение в поезде. Короче, вот такие дела. Ну, в общем, скоро Микунь. А потом не знаю, что, надо завалюсь спать. Что еще делать? Буду высыпаться, отдыхать. Город Микунь, ребята. Один из городов Республики Коми. Здесь, кстати, в 2012 году я приехал на дембель, вот именно сюда, в этот вокзал. Есть фоточки там даже. Много друзей здесь с Микуня, пацанов. Ну, по работе, когда работал в мебельном, часто сюда ездил тоже по работе. Ну, не особо далеко получается. Вот остановочка. Короче, погода хрень, ребята, метель, тепло.
1 градус, температура 10-26. Перекур у нас. Казак 30 человек. Так, друзья, ну что, добрый вечер. Город Котлас встречает дождем. Остановка 50 минут. Ну, для меня город знакомый. Я здесь часто был по работе еще. Когда работал на другой работе, здесь часто ездили по командировкам. В общем, 50 минут и дальше. Следующая остановка там уже будет ночью. Часов 9, что ли. Короче, ребята, едем. А погода все что-то все нежнее и нежнее. В Коми был снег, а тут уже дождь идет. Меню. Так, поесть, попить, все Поесть, есть. попить, все есть, да? Спасибо. Так, ребята, пиво в вагоне-ресторане 180 рублей. Ну и погнали дальше. Если взять что-нибудь посерьезнее, винная карта, то вино стоит, ребята, от 850 рублей до 3200. Это вино. Остановка, ребята, Кулой, ну, до Вельска осталось 15 километров. 8 часов вечера. Я что-то так сходил в ресторан, вагон, короче, ни хрена интересного, дорого все. Так прогулялся по поезду, по вагонам. Ну, все шикарно, ребята, я давно не ездил на поездах, блин, уже все комфортно. Уже нет этого всякого трясогузки, этих кондиционеров, уже двери открываются. Тут такой ветер, ребята, жесткий прям. -2. 7 минут остановка, ребята, и далее идем. В общем, что, сейчас спать лягу. Буду спать, если усну, конечно, не знаю. Что, ребята, все, прибыл я в Ярославль. Троллейбусы, трамваи, смотрю, двигаются. Прикольная тема для меня, так как у нас такого нету. В общем, 6 утра, ребята. Начинается путешествие, дорога закончилась, но она еще не закончилась, так как мне до места, до Рыбинки, до Рыбинска надо еще соточку проехать. Вот. Ну а дальше есть еще планы интересные, вот именно здесь, в Ярославле. Так что, ребят, спасибо за просмотр, спасибо, кто со мной ехал. В общем, вот такие путешествия, все-таки они прикольные, когда вот, ну, что-то как-то такая изюмина новенькая. Лично для меня дорога — это в первую очередь новые места. Я никогда не был в Ярославле. И, в общем, все круто. Погода -1 с утра, сухо. Ну, как-то так. На связи, ребята. В общем, ребят,
Путешествие начинается с Ярославля. У нас сегодня день, ребята, потерян. Мне надо добраться до Рыбинска. Но здесь, ребята, недалеко находится завод Тафалара. На какой технике я двигаюсь, ребята. И, в принципе, было бы неплохо, да, ребята, зайти в гости, посмотреть, как ребята работают. Что у них новенького, вообще, чем дышат. Сам посмотрю, в общем, и вам, ребят, покажу. Так как техника уверенная, я на ней шагаю, уже 3-я модель от Тафалара. В общем, здесь 40 километров. Поселок Тутаево или село Тутаево. Ну, в общем, в этом районе. С Женьком созвонился. Женя, который именно занимается вот этими всеми делами в Тафаларе. Я с ним лично знаком. Написал ему, в общем, говорю, как раз в Ярославле есть возможность съездить в гости. Он говорит, конечно, приезжай. В общем, определились, короче. Сейчас вызываю машину, ребята, и погнали туда. Съездим, посмотрим. Я думаю, будет здорово. Тем более, есть время, есть целый день. Саня ждет в Рыбинске. Сегодня рыбалки уже никак не будет, потому что надо ночью заезжать, идти по сумеркам расставляться. Так как щука у нас, ребят, рыбалка. А день свободный, в общем, пока в Ярославле, давайте съездим. Вас приветствует сервис заказа такси Максим. Заказ такси через Вызвал такси, ребята. Поедем на такси. Регион здесь, я так понимаю, 76-й, Ярославская область. Уже видел машину с 11 регионом. Так что землячков здесь тоже достаточно. Ну да, слушай, правильно ты говоришь. На юга вроде жарковато, а тут так. Ничего. Все, друзья, я на заводе, так скажем, приехал. Рано еще, Женька нету. В общем, есть вот парнишка, позвони, говорит, зайдешь. Таксист такой разговорчивый. Ну, таксисты они все на своей волне, знаете, да, ребята. Пообщались там, вспомнили там чуть ли не Ленина. Отлично. Все, ладно, ребят, жду потом Женька и что-нибудь посмотрим здесь. Так, друзья, ну что, тут жизнь закипела, процесс пошел, сборки, монтажи, сварки, резки. В общем, изначально, ребята, не будем мешать ребятам, пускай работают. Хотим выехать тут недалеко, и Женя покажет, что новенького у него есть вообще по Тафалару. Заодно посмотрим, прокатимся, наверное. А потом уже покажу, ребят, тут как идет процесс. В общем, потому что сейчас, ну, с утра рабочие процессы, как бы, естественно. Сейчас переоденусь, наверное, одену штаны и посмотрим все это дело. Электромотобуксировщики, они уже делают электрические, многие знают. В общем, сейчас все подготовим, тут недалеко прокатимся, ну и в общем в тишине спокойно Женек, я думаю, расскажет, что нового вообще, как они тут двигаются. В общем, мне самому интересно, в общем, я думаю, будет здорово, ребята, потому что, ну, ребята шагают прям здорово, быстро, вперед. У меня у самого 3-я техника от них, в общем, и вот все дальше они продвигаются. Не стоят на месте, в общем, ребята. Очень шумно там, ну, рабочий процесс. Вот сейчас отъедем тут недалеко, ну и, в общем, покажем что-то новенькое. Я на электронике поеду.
первый, ребят, на понижаечке чуть-чуть спустимся. Вот Волга, матушка. Красота. А вот рыбачки сидят. Ну что, ребята, всем привет, наконец-то вот мы выехали. В общем, Да. ребята, я с утра... Привет, Андрюха. Ура! Смотрите, какой дядька большой, ребята. Я первый раз его вижу, вот вживую просто, на самом деле. Получается, я не просто так поехал на рыбалку, в общем, ну, такой момент нельзя было пропустить, потому что 3 сезона я хожу именно вот на этой технике и доволен полностью, ребята. И я вам сказал, что хочу показать именно вот ребят, которые делают тафовар. Именно что они делают новое, вообще куча, ребята. Давайте сейчас вместе разберемся. В общем, это Женек. Да, всем привет. Да, это... Да, кто меня не знает. В общем, это человек, который начал вот этот процесс развиваться, и, в общем, сейчас у него уже идет все отлично, все четко. Техника работает именно не только вот в южной полосе, но и у нас на севере. А южная, средняя полоса совсем разные вещи, сами понимаете. И снега больше, ребята, и температуры. В общем, приехали на 600-м, река Волга, ребята, запах. Красота. Очень классно, погода шикарная, ребята. И вот электричка, я вот сейчас на ней проехал. Не знаю, ребята так называют электричка, но она на самом деле на электронике, полностью на аккумуляторах. В общем, вместе сейчас потихоньку покажем, потому что 600, ребята, я в этом сезоне уже опробовал. Я уже понимаю, что за техника, реально тигр просто, не знаю. Тут уже название ребята там, ну, начали придумывать, потому что это зверь, и это реально зверь. Если был у меня Тофик, так его нежно назвали, но это уже какой-то барбос, прям такой лютый, серьезный танк. В общем, 600, ребята, и электричка. Ну, еще вот палатка, Сани палатка, в общем, мы тоже хотим показать, точнее, Женя вот хочет показать. Ну и как-то так, в общем. Давай начнем, Жень? Да. Давайте, Да, ребята. всем привет, да. Да. Долго очень ждали мы Андрюху. Он каждый год нам обещал приехать, но то есть как-то что-то не складывалось. Здесь он говорит, он мне звонит, когда-то мне позвонит, где-то в пятницу или в субботу, вообще, говорит, да. все, говорит, я выезжаю, встретим меня. Я говорю, конечно, встретим, без проблем. То есть мы сейчас приехали на Волгу, хотим показать вам наши новинки. Он вот сейчас первый раз проехал на электричке, масса впечатлений. Вообще Мы сейчас вам труба. покажем нашу новинку. Это Сани палатка, то есть сделана для рыбаков. Сейчас мы вам все В отснимем. общем, ребята, смотрите, вот это, я не знаю, чудо какое-то Женя придумал. Но тема, ребята, прям крутая. Вот я не знаю, для рыбалки, возможно, для охоты, может быть, как-то странно покажется. Аккумуляторы, зарядки, в общем, ну вот так отдыхать, ребята, выехать на природу, с детьми покататься, это просто пушка. Женя, расскажи немножко, что там, Короче, мы запустили электрички уже в серию. Вот, продали ее первому клиенту. Великий Новгород. Мы продали первую электричку. У них там какое-то озеро. И он говорит, мы с товарищем поехали. И говорит, с такой скоростью едем и в тишине. И говорит, люди просто смотрят, не понимают, что происходит. Вот, он у нас покатался, то есть, и сейчас заказал вторую батарейку, потому что, говорит, маловато, ну, все равно маловато пробега. То есть на одной батарейке он проезжает 25 километров. Угу. То есть, ну, примерно там плюс-минус 5 километров, то есть в зависимости от снега. На 2 батарейках он уже проезжает в районе 50-60 километров. Вот сейчас он вторую батарейку дозаказал. То есть он очень прямо счастливый, радостный. То есть никакого бензина, никакого масла, ничего не надо. То есть нажал вот одну кнопку. Нажал одну кнопку включения, выбрал скорость. Ну, то есть крутишь газ, и она поехала. То есть ничего не надо. Здесь кнопка задний ход. То есть и она снова поехала. То есть кнопка выключения. Все очень То есть просто. очень удобно, когда вы ставите жерлицы. Жерлицу пробурили, 50 метров проехали. Снова жерлицу, лунку пробурили, жерлицу поставили. И то есть примерно хватает, ну, грубо говоря, на световой день. Смотри, Жень, хочу на этой ноте перебить. Ребенок хочет у меня прокатиться, но не может завести. Потому что нет силы дернуть стартер. Ну, нет аккумулятора. А здесь заведет простой даже Да, маленький ребенок. Здесь, да, но здесь, видишь, все равно опасно. То есть надо определенную скорость.
выставлять. Да, да, я потому что вот первый Да. включил, по буранке иду, дорога неровная, отлично, полный газ даешь, она все равно не бежит столько, сколько надо. Да. Но только щелкнул я вторую, и она полетела просто. Здесь получается мотор и контроллер программируемый через компьютер. То есть, если вы хотите, чтобы у вас ребенок катался, то есть можно поставить чеку безопасности, и он будет ездить только с чекой безопасности, на которой будет выбрана только определенная скорость. Вот это да, вот это. Вот, то есть тут все программировано полностью, даже тут с телефона будет связь с батарейкой, сколько осталось заряда, в каком она состоянии, и все будет видно. Это то отлично. есть циклов заряда хватает на 2000 раз. Это гарантированно при 100% заряде, то есть 2000 раз можно ее зарядить. То есть если разделить даже там на несколько сезонов, это минимум 5 лет эксплуатации. Отлично. Да, то есть на батарейку мы даем 5 лет гарантии на эту. Здесь одна батарейка или две батарейки стоит? Сейчас здесь стоит 2 батарейки. Две батарейки. Да. По поводу зарядки, Женя, объясни немножко, вот именно вот батарейка села, как ее можно Батарейка зарядить? села, смотрите, приехал, поставил ее на зарядку. То есть она, если села полностью, заряжается где-то в районе 3-4 часов до 100%. До 80% заряжается за 2 часа. Еще мы сделали для него генератор. Он ставится, то есть если этого бокса нет, то есть вот мы тоже бокс такой теперь придумали. Здесь вот раз стоит батарейка, 2 батарейка, 3 батарейка. Вместо 3-й батарейки здесь на эту же платформу, ну вот которая под боксом здесь, ставится генератор на 6,5 лошадиных сил. Он заряжает батарейку примерно за 15 минут. То есть он усиленный ток дает, он за 15 минут. То есть вы едете где-то, остановились, завели его, или прямо во время движения можно ехать на заведенный, получается гибрид. То есть он перекачивает ток в батарейку, батарейка отдает его в мотор. Ну отлично, слушай, ну Вот смысл в том, да, 2 что- часа это вообще как бы этот. Как бы, если вам недалеко, во-первых, ездить, во-вторых, если у вас есть какая-то там база отдыха, не база отдыха, или вы близко живете к водоему, то есть электричка это просто идеальный вариант. То есть ни бензина, ни масла, никакого обслуживания, ничего не надо делать. Слушай, да, ну отлично. В принципе, ну модуль все то же самое, да, вся система. Единственное, то, что вот Всё батарейка то же самое, и да. вот Да, панелька да. приборов, свет, все, ребята, работает, задний ход. Тут даже есть, ты сказал, спорт-режим. Да, режим спорт это для тех, кому хочется экстрима. То есть тут 3 скорости, 1, 2, 3. Режим спорт это без ограничения оборотов двигателя. То есть двигатель крутится где-то до 14 тысяч оборотов. Ну да, там Ну, то есть это для тех, кто как бы хочет покататься быстро. все понятно. Немножко по базе. Стандартная, да, гусянка, все. Да, гусеница стандартная, но она такая уже у нас побитая, она боевая у нас. Да, катки бурановские, телеги тоже бурановские. Ну, то есть, Ну все. в принципе, все то же самое. Всё Да, то же вес, самое. вес примерно с одной батарейкой около 100 килограмм. Понятно. Изначально, когда вы ее изготавливали, вот с этого ящика как бы даже задумано не было, да? Нет, мы как бы первую, когда мы сделали, мы испытали, мы поняли, что надо, во-первых, опускать все ниже, ну то есть ближе к этому центру тяжести, Так. ближе к земле делать. Вот, и мы переставили двигатель, сделали ниже, то есть вот здесь вот стоит двигатель-контроллер и приводная цепь. Вот цепь закрытую сделали, и мы поняли, что эту площадку нужно использовать. Естественно. То есть вот заказали вот такие вот боксы вместительные. Да, то есть вот он открывается, закрывается, как бы без проблем, он герметичный полностью. На сколько литров, Жень, ты сказал? Я уже забыл. 160. 160 литров. И ты мне сказал, если ты, Новиков Андрей, в следующий раз утонешь, то он будет плавать, да? Он будет плавать. То есть, если даже электричка у нас утонет вместе с этим боксом, ее можно выловить и ехать дальше. Все понятно. Вот, ну, то есть, несложно. Ну вот да, это Вот. слышишь, это прям Да. какой-то плюс. Также все, фаркопик, все то же самое, да? Прицепной. Да, можно, то есть, да, зацеплять санки. Вот мы санки-палатку. Все, сразу к санкам-палатку перейдем. Да, наверное, ребят, сразу перейдем, потому что вот привезли вот Короче, мы такую сделали штуку. такую новинку. Честно скажу, увидели в интернете, загорелись этим. Сами решили попробовать. То есть мы сделали 7 разных видов палатки. Меняли высоту, меняли мы каркас, меняли мы ткань. То есть сейчас вот добились оптимального как бы решения, чтобы она была практичная, чтобы она быстро складывалась. Вот, ну как бы давайте покажу я, как это все разделывается. То есть здесь вот такие вот лямочки открываются, да. 8 штук. Это сделано для того, чтобы вы, если вы едете где-то по лесу, чтобы не отдиралось, да, вот где-то мы задели, вот мы где-то задели, да, вот уже по ветке. То есть ветка прошла, палатки ничего, то есть она полностью опутывается. Это юбка, это у нее юбка, которую нужно закапывать снегом. То есть вы приехали, грубо говоря, пробурили здесь лунку, подошли и открыли. И вот все. Вот и все. Каркас тента, и тент открывается.
Оп. Палатка у нас готова. Слушай, ну палатка такая даже не маленькая, тебе скажу. Да, палатка не маленькая. Мы делали или под одного большого рыбака. Вот. Ну, даже как Андрей, да, один большой. Или под двоих поменьше. Ну, в принципе, можно и вдвоем уместиться. Вот. Здесь сделана юбка. То есть ее надо подкопать снегом. Да, вот здесь у нас зацеплено за буксировщик. Здесь тоже вот так вот делается, снегом обкапывается. У нас здесь это не серийный еще вариант. На серийных вариантах вот здесь вот сделаны лямки растяжки и ввертыши в лед. Ну понятно, да. Здесь у нас, смотрите, смотровые, точнее не смотровые, а вентиляционные окна сделаны. Здесь у нас сделано смотровое окно. Для того, чтобы посветлее было. Вот, ну в принципе она очень вместительная. Мы еще сделаем, ну сейчас в процессе все проектирования. У нас сделано кресло поворотное. Вот. Назвали это Tafalar Quincy. Quincy это на переводе с английского, ну, как бы обозначает временное убежище из снега. Есть иглу, есть Quincy. Все вот. понятно. То есть вот оно так открывается. Ну, в принципе, вот заходи. Да, дальше, слушайте, ну да, вот все, ребята, смотрите. Само корыто. Здесь, я так понимаю, здесь будут сиденья, ну и какие-то вещи здесь. А здесь вот получается место под рыбалку, да. Ну, Да, очень здорово, я стою в полный рост. Здесь будет кресло, которое будет развернуто вперед, когда едешь тягачом там или толкачом едешь вперед. Так. Ну, то есть, когда зацепляешь, да, может посадить человека. Да, можно И оно посадить будет человека. разворачиваться на 180 градусов в обратную сторону. То есть ты прямо развернулся, здесь лунку пробурил и рыбачишь. Все классно, вообще классно. Да, Да. могу тебя закрыть, чтобы было видно как чего. Смотрите, ребята, ну да, прикольная штука, да, в общем. Так, как будто бы мелочи, но да, реально круто. Свет попадает, все реально видно, шикарно. Да, здесь можно спокойно 2 лунки ставить, а то и 3, в общем. Отлично, да, очень круто. Да, а тут прям свои вещи какие-то ставить, бур там не бур, все, да, круто, очень здорово. Шикарно. Еще предназначение одно. Если буксировщик тягачом, тогда можно этой палаткой накрывать букс. Да, То как есть вариант подгоняете вообще. спереди, накрыли его и все, и он стоит закрытый полностью. Вот, а так в любом месте как бы и лунку поставил, не понравилось место, снова его так сложил и дальше поехал. Ну вообще там Да, 3 то секунды, да? Эти все штуки вот так заделал, ну, лямки закрепил и все, и поехал дальше снова. Но опять же, тут можно вещи перевозить спокойно, ничего не мешает. Да. То есть вот здесь вот у нас будет кресло поворот на 180 градусов. То есть оно смотрит туда, потом разворачиваешься и сидишь и рыбачишь. Все. Ну и опять же смотрю, все сани у вас, вот, которые, они все под модуль, под все вот это все. Да. Нет, это возможно, то есть я сейчас не знаю, мы еще решение до конца не приняли. То есть этот каркас будет отдельно даже, скорее всего, что продаваться. И палатка будет отдельно вот в таком мешочке. Сейчас я достану мешочек. Вот в таком будет мешочке палатка запакована, когда вы приобретаете. Вот. И каркас отдельно, то есть он крепится на болтах, но только на наши как бы санки он по ширине рассчитан. То есть вот здесь вот 2 болта и с той стороны 2 болта. То есть каркас поставил. Когда надо палатка, то есть когда нужна она, ее ставишь. Когда не нужна, ее можно снять. То есть 4 болтика открутил и все. Отлично. Палатка снята. Да. Вот еще первым 150 покупателям, но на данный момент у нас около 30 уже заказов есть. Мы сделали розыгрыш мотобуксировщика Tafalar 500 в максимальной комплектации. Я на этом буксировщике выиграл соревнования в Вологде, мотозима 22. Первое место в категории тягач. Вот. Мы каждому покупателю этой палатки будем давать вот такой сертификат или в электронном виде, или прямо в бумажном виде. И среди 150 покупателей будет разыгран буксировщик максимальной комплектации наш. Отлично. Вот. Как бы, что еще сказать, не знаю. Все, ребята, ну видели Покупайте сами. палатку. Круто. Отличное Слушай, решение. я прям загорелся, слышишь. Ну вот по живцу куда-то быстренько приехать. Она всегда с собой, это да, здорово. Молодцы. Интересный вариант, да. Прогресс идет, ребята, шагает прям здорово. Ребята тоже, смотрю, держат. Молодцы. Очень круто, быстро. Бам-бам. Реально, экономишь времени. Какие-то рыбалки, да что угодно вообще. Закрылся там, также там ветер, пообедал там туда-сюда, поставил обратно, поехал там куда-то, не знаю там. В общем, да, круто, отлично. Плюсую. Электрика
Палаточка, в общем, ну круто, круто, вообще, мне понравилось именно. Ну и 600, ребята, вот именно этой техникой владею. Сезон, и в дальнейшем он будет продолжаться. У нас еще зима будет продолжаться месяца на 2, будем рыбачить. В общем, с разрешения Жени я сделал обзорчик, наверное, на него. Я уже показывал на канале, ребят. Ну, в общем, они уже, смотрю, опять же шагают вперед, и уже нового, прошло там буквально месяц, как я ее приобрел, они уже тут что-то ставят новое. В общем, ребята, ну вот, 600 в черном цвете, очень мне нравится черный цвет, люблю. Все, в принципе, стандартно, как и у меня. Единственный момент здесь сейчас вот именно и перечислим. Кофр, вот эта сумка, я от нее балдею просто. Там реально тепло. Я продукты ложу теплые из дома, приезжаю, за 3 часа достаю, они еще не замороженные. Это как сумка-холодильник, в общем. Ну, большой вот этот, в общем. Подвеска тайговская здесь полностью, ребята. Длинная техника, 600 ширина. Тайговские катки, в общем. Ну, тут то же самое, понижаечка, ребята, коробка вперед-назад, пониженная. Здесь уже, ребята, поставили аккумулятор. В общем, не знаю, на моей модели можно это сделать? Можно, да. Можно, да. Ну и, в общем, вот они уже вывели подсос, ребята, который вот эту заслонку передергивает. Раз, и уже заводим, получается, с оттуда. Ну, Женя сказал, будем переделывать. Тут наваливать снег, куда-то будет переводить еще. Это также, опять же, образцы, которые ребята делают. Момент, ребят, по модулю. Все это учтено уже. Смотрите, все усилено. Потому что говорили, Андрюха взял 600 и перевари сразу. Все тут ребята уже сделали. Смотрите, поставили углы. Ребра жесткости. Отлично. Смотрите, ребята, идут лобаши уже. Это самое главное. Эти тоже скажи про эти. Да. Новые вот эти, как они называются, шплинты, да, вот, в общем, здесь болты, а вот тут уже все на шплинтах. Это очень удобно, когда мы едем на прицепе. Выгружаемся, получается, и не надо будет закручивать, просто шплинты поставили, у нас техника собрана там в течение 5 минут, потому что вот, ну, я живу в деревне, у меня она постоянно ходит, а если с города ехать, это не снегоход, ребята, здесь сколько длина вот общая, она на метров 7, наверное, она не залезет в какой-то прицеп. Здесь шплинты убрали, руль вытащили, 2 болта и все, ребята, техника собрана, разобрана. Что-то новенького уже здесь появилось, нет, в плане тут, имею в виду, подогревы, тормоза, гидравлика. Вот уже идет лобаш. Ну, лобаш это будет опция. То есть мы не на все ставим, да. То есть вот это будет уже в стандарте. Эти подсос, скорее всего, что тоже мы в стандарте сделаем, потому что как бы техника в основном толкачом всегда ездит. Ну да, здесь подсос уже удобно, большая. Да, чтобы не вставать, не допускать, это будет лобовое и эти лобовое это будет опция, а шплинты они уже будут в базе. Уже в базе, да? Так, в принципе, ничего не изменения. В общем, я говорю, они, ребята смотрят и обращают внимание, вот именно, что если есть какой-то нюанс, то они вот реально переделывают. Смотрите, ребята, здесь уже все это готово. Давайте там по подвесочке пишут, когда ты, Андрюха, не доедешь уже. В общем, многих покупателей, которые приобрели недавно 600, проблема была с валом. И его обламывают. Многие писали мне, Андрюха, что там не смотрел, трещины, не трещины. Все уже, ребята, готово у пацанов. Пацанов все давно уже готово, да. То есть вот они валы. Вот это старый вал, вот это новый вал. Проблема была какая? Один из прутков, который поставил нам поставщик, был, видимо, из другой стали. То есть сталь мы взяли определенной марки, они нам положили, видно, другой пруток и несколько как бы буксировщиков. Ну там в районе где-то 5 буксировщиков, у них сломался вал, да, вот в этом месте. То есть сталь была не той марки и перекалили. То есть перекалили с сваркой. Угу. Вот. Как бы мы смели поставщика, то есть естественно сразу же. И на всякий случай стали делать вот из такого вот шестигранника 30-го. То есть такой вал уже, я не знаю, там вообще ничем не свернуть. Да, то есть мы же сделали много 600-ок, не только на тех, которые сломались вал. Просто сейчас весь YouTube говорит, вот вы там валы ломаются, почитайте сопромат. Мы, мягко говоря, читаем сопромат, потому что у всех как бы сотрудников у нас высшее образование. Да, у проектировщиков, конструкторов мы все просчитываем на компьютере, все просчитываем в программе SolidWorks самой последней версии. Ну то есть вот сделали уж прям наверняка, чтобы точно ничего не случилось, вот из такого 30-го прутка. Да, у Андрея, вы сами все знаете, он сколько ездит уже времени, никогда у него, ну то есть у него вал не сломался же, все пишут, когда сломается вал. Он мне звонит, говорит, когда мне, я говорит, боюсь ехать, то есть бояться ничего не надо. Ну то есть, блин, техника ломается любая абсолютно, хоть это Yamaha, хоть BRP, там снегоходы, все ломается всегда. Как бы нужно быть
и готовым к этому быть. Вот. Все понятно. Ну, в общем, проблема решена, да, и сейчас Да, уже проблема выходит... решена. Сейчас мы их взвесим, покажем, какая разница по массе стала теперь. Да, ну тут, ребята, тут наглядно даже видно, что он, во-первых, шестигранник, это уже о чем-то говорит, ребра жесткости. Ну и прям он такой массивный, тут по весу. Да, тут уже этот, как бы он такой стал, как гиря. Я сейчас возьму без мем. Да, ну да, видно, отличается. А получается, даже не ломалась вот именно здесь, да? Да, ломалась, да, и вот в этом месте. Ну вот, сейчас мы взвесим старый. Он, правда, с подшипниками, то есть не особо так, этот. Да, вот. Давай посмотрим, сколько он весит. Грубо говоря, 9,8 килограмма. 9800, короче, Да, грубо. 9 килограмм. 800 грамм, 10 килограмм, короче. Этот у нас без подшипников. Вот сегодня мы ловим валы, они на лима. Это 10,600. 10500 что-то. Да, 10,500. Ну, то есть, вот. Огромный, короче, тяжелый вал. Да, на килограмм стал тяжелее. Ну, тут еще Ну, в общем, подшипники все видно, стоят. как бы, ну, уж тут с запасом сделано, 100%. Все понятно. Подстраховались. А у кого, ребят, поломались, вы что, как бы все решили, быстренько Да, отправились? мы тем, у кого поломались, сразу же начали отправлять валы. И тем, у кого, ну, могли такие быть проблемы, мы сразу же вперед уже сами, да, по своей инициативе обзвонили, сказали: ребята, мы вам высылаем валы, чтобы меняли. Все понятно. Вот, некоторым, как бы, некоторые звонили, даже и не думали о том, что вал может сломаться. Ну, мне потому что тоже пишут, Да. получается, в ютубе, и которые приобрели технику: Андрюха, когда ты сломаешься? А что случилось? Я говорю, вот валы летят. Я потом давай разобраться, ну, в общем, да, есть там пару человек, у которых такое произошло. Но у меня пока вроде как цвету бегает. Но потом после того, конечно, я начал переживать, ну, мало ли, где-то в лесу неудобно будет, правильно, ребята, когда это ломается возле дома, а когда это в лесу, это не по кайфу, а здесь вот все ребята сделали отлично. Прям такой мощный вал, да. Ну, мне кажется, тут уже все, закрыли тему, наверное, да? Да, С да, этим? я думаю, что да. Это уже детская болезнь, если так можно назвать, да, она пройдена. Все понятно. Ну, слушай, аппарат огонь, честно скажу, вот походил сколько, просто работяга, вот именно снег, ребята, большой, пухляк, промысловикам просто гарантирую именно вот эту марку, потому что, ну, тут эконом, это топливо, сейчас знаете, какие цены, ну, и он идет, просто идет. Ну, проходимость, да, у него на уровне снегоходов, которые туристы, ну, то есть прям, которые уже... Да, я Сегодня. прям заметил, мне было с чем сравнивать. Был лонг, у меня был стандартный, а сейчас вот именно этот. По скорости, да, есть немножко уступления, но для леса скорость, в общем, не нужна, там наоборот, надо немножко потише, наслаждаться природой. И здесь он просто прет, реально прет. Ну, еще с понижаечкой, в общем, она мне еще не понадобилась, понял, потому что, ну, он вывозит. Ну и многие, кто говорят, что понижайка в принципе не нужна, они даже не включают. Ну да, я вот, в общем, даже ее не включал, просто для себя пробовал, катался, вот, да, явно, что чик, она жик-жик-жик, побежал он, а здесь вот я как его поставил, так и стоит, все, отлично. В общем, и привык, именно вот на лонге у меня здесь был переключатель, также быстренько привык, ничего страшного, я даже не оборачиваюсь, просто рукой нащупал, щелк его и все, погнал. Отлично вообще. Ну, как-то так, ребята, вот такие немножко доработочки, доделочки. Электричка, конечно, мне порадовала вообще, ну, там просто такая, она бешеная, табуретка, больше ее никак не назвать. Она летит, страшное дело, здорово, вот реально, вот кого вот покататься вот так именно в каких-то вот городских там моментах, выехать в парк, там, допустим, как вот сейчас мы буквально здесь вот прокатились, от города недалеко, вообще круто. Круто. Молодцы, Женек. Потом немножко по заводику. Сейчас что, по Волочке прокатимся? По Волге прокатимся, да, в ту сторону покажем красоту. Да, слушайте, ребята, Волга, матушка, я не думал, что Там здесь... рыбаки сидят, кстати, тоже Да, можно снимать. что-то ловят, не знаю, вон что-то махают. Отлично, в общем, круто. Ну, в общем, все, ребята, вопросы будут. Все координаты, как обычно, в описании я оставлю. Просят, кстати, Жень, номер телефона. Людям сложно по каким-то... 8800? Я имею в виду по каким-то группам, ссылкам, искать, сайтам, да, потому что без человек проблем. живет в деревне, ему проще позвонить. Без понял? проблем, напишем номер прямо прямой, который... Вот, им надо номер вот именно. Хорошо. Люди потому что спрашивают и хотят номер. Все четко, круто. Так-то даже непривычно, ребята. Щелк, поехал. Вторая передача.
Летают, ребята, вот такие мотоциклы. Тоже на электрике. Ну, тоже все дорабатывается. Так, пробные версии. Короче, хочу прокатиться. Ну, конечно, дорога такая плоховатая. Ну, в общем, прокачу сейчас немножко. Тут дам. В общем, тоже все самое. Вот такой курочек. Вперед, назад. Зажигание. Ладно, что, пробуем. Поррет, конечно. Смотрите, ребят, что вытворяет. Просто щепки летят. Не, ну это прикольно. Вообще огонь, слышишь? Вообще огонь. Ну вот по снегу, да, реально, вот на нем можно двигаться. Да. Вообще огонь. Че, прокатишься? Нет, ну давай. Ну вот тоже мотоцикл, ребята. Электронный получается. Смотрите, что вытворяет. Подъехал, ключик, оп, и пошел в магазин. Спокойно. Прикольно, прикольно. Гусянка Да. такая борзая, слышишь? Гусеница с зацепом 65. 66 зацеп. Гусеница называется мото. То есть вес у него примерно около 120 килограмм. Ага. Это с двумя двигателями и с двумя батарейками. Вот он здесь 2 батарейки по сиденьям стоят. Но это прототип, мы будем все дорабатывать. Ну понятно, понятно. Ну здорово, Ну, слушай. то есть штука прикольная, да, лыжа специально вот у нас стоит. Она широкая, длиной метр, она шириной 28. И у нее стоит 3 конька. То есть он посередине вот здесь конек. И 2 конька по краям. Это для того, чтобы он вставал и на глиссер, чтобы выходил. Да, да, да. Ну вот, в принципе, вот Всё. такая вот штука. Четко. Да, еще вот по просьбе мы вышли в Канаду. Теперь мы, то есть у нас наши буксировщики в Канаде называются Тайгадок. Вот по просьбе канадцев мы вернули маленькую в строй мини, да, Тафалар. Вот, у нее фишка в чем? У нее одна телега стоит спереди. Заднюю телег нет, то есть едет чисто, можно сказать, На гусенице. да, звездочке. здесь на гусенице, и у нее не забивается снегом она. Вот, это для тех, кто весит полегче и кому надо в багажник убрать Ну да, да. в машину вообще без проблем. То есть все та же самая посадка, весит она мало, так же управляешь ногами. Ну то есть все, вообще едешь отлично. Можешь вот так вот нажать на газ и вот так вот ехать. Вот, двигатель опять же мы сделали съемный. Вот, по просьбе завода Honda канадского, у них они ставят хондовский мотор на мини буксировщики. То есть мы сделали гидравлику, тормоз, то есть они сказали, любая техника только с тормозами. То есть тогда они только заключают контракт на установку двигателей Honda. Вот, в чем фишка, да? Фишка в чем? Фишка наша. Это закрытый кожух, вот он открывается, закрывается. Это у нас боевая как бы машина, да, он не выставочный экземпляр. Вот, у нее в точности так же, как и у большого букса, то есть у него складной руль. Сейчас вот здесь сейчас болтик стоит, но так у нас здесь обычно шплин. Ну, то есть смысл в том, что давай сейчас по новой начнем. Шплин, вот, и мотор сдвигаем максимально вперед. Вот здесь у нас цепь, она снялась. Опять же, да, если вам нужно куда-то ехать, его везти, то есть на подрамнике, вот на таком подрамнике сделан, на салазках. Отдельно двигатель и отдельно у нас гусеничный модуль, да, Ну, и руль тоже, соответственно, также будет Ну, короче, сниматься можно все. быстро все. Бум-бум. И все. Да, ну то есть сборка-разборка где-то около 5 минут. Все понятно. Ну да, слушай, да это
Мне кажется, даже не какой-то не УАЗик, не Нива, это... Да, это любой седан, Да, любой абсолютно автомобиль. То есть по длине получается метр длиной. То есть вы эти сложили подножки, санки, соответственно, тоже снимаются. То есть вот отдельно гусеничная часть, и отдельно двигатель будет ставиться. Да. Все. Вот фишка такая. Понятно. Ну это да, это, слушай, это вот для городских каких-то вот, именно вот сейчас, когда на рыбалку собираемся, 5 километров надо по льду пройти. Да. По буранке он идет легко. Да, Двоих везет. У нас ребята на мотовологде поехали вдвоем выручать ребят. У них что-то случилось с мотоциклом, с эндуриком. Они сели вдвоем. То есть один спереди, второй сзади они сидели. И они еще мотоцикл загрузили прямо в эти же санки и тащили его. То есть она везет, она едет. Всем ходом, да? Двигатель мы здесь ставим с редуктором. Да, двигатель 7 Элефант. Все понятно. Вот. Да, весь этот сезон мы на нем катаемся. В принципе, отзывы только положительные. Все проваливаюсь. Отлично. Понял. Ну слушай, да, здорово. Это вот именно кому-то вот такие моменты нужны. Да, ценник у нее будет 65 тысяч рублей. Это в комплекте с сидушкой и с санями. Все вместе. Да, санки здесь другие, санки поменьше. То есть буксировщик в санки встает. Все понято. Отлично. Все, собираем. Так, друзья, ну что, побывал у Жени, побывал на производстве Тофалар. В общем, ребята работают, тут движуха идет прям реально, ну, ничего не могу сказать, только за, ребята, только за. Сам гарантирую, потому что использую эту технику. Спасибо, Женек, что пригласил меня. Пожалуйста. Показал Волгу в первую. Приезжай еще. Да, ну, в общем, что, все сами, ребята, видите, всю информацию, как обычно, оставлю. Производство работает, все качественно, все проверяется, вот именно не отходя от кассы. Вот выезд прямо здесь. Что же им скажешь? Так что сказать, дорогие друзья, покупайте наши буксировщики. Да, мы к следующему сезону запустим специальную серию. То есть Андрей дал нам несколько советов, то есть что можно в мотобуксировщике доработать, и мы сделаем специальную серию
То есть будет Special Edition from Дрюня 11 Рус. Они будут называться. То есть специальная серия мотобуксировщиков, да, то есть, ну, все вы увидите, в общем, новости будут, вы все увидите Да, сами. да. В общем, как-то так, ребята, я прощаюсь. Еду в Рыбинск на рыбалку, но ребят оставляю, работают. Как говорится, быть добру, че. Все, Спасибо. давай. Ага, Давай, хорошо. Давай, пока. ребята. Пока. Так, друзья, ну что, я в Рыбинске. Еще продвинулся на 40 километров. В общем, приехал в город Рыбинск, ребята, где проведу, наверное, дненька 3-4 по рыбалке, по щуке именно. В общем, ребята стафалары подвезли. И, в общем, сейчас позвоню Сане, который пригласил, в общем, меня на рыбалку, ребята. И поедем к Сане, получается. Сегодня у нас живец, возможно, поедем за живцом. Не знаю, может, куда-то прокатимся, в общем. А так, сборы на рыбалку. Короче, ребята, все, я на месте. Конкретно запланированный маршрут мой начинается с этой точки. Понеслась. Прибыли, ребята, прибыли, хлопцы. Самое здоровое. Привет, привет. Да ничего, пойдет, покатался, все. Отлично. Что, друзья, вот она, река Волга. Здесь открыто, здесь сбрасывают воду. Столько уток, ребята. Аж дико смотреть. Красота. Вот она. Течет река Волга. Красота. Слушайте сами, смотрите, ребята, утки. А это не утки. Вон летят. Селезни плавают. Там утки. Мост. Круто. Вышли прогуляться, посмотреть. Немножко. Тут недалеко сразу от дома у Сани. Речка. Красота. Ну кто там рыбаки, промысловики с республики Коми? По болотам ходим за уткой. Вот она, ребята. Дикая утка, селезень, кряква. Прям здесь, прям в городе. Можно руками ловить, наверное. Охренеть. Это дикая утка. О, кряква крякает. Охренеть. Все, ребята, встретился с Санычем. Саныч меня благополучно пристроил у себя в квартире. Сразу накормил борщом. Ложись, говорит, Андрюха, отдыхай. Я говорю, не-не-не, Саныч, что-то пока неохота. В общем, в поезде толком не спал. Ну, так сегодня тоже замаялся. Вышли, прогулялись, показал мне Волгу, вот, которая вот тут в Рыбинске. Она сразу возле дома у него текет, получается. Весна, ребята, здесь прям капитальная весна. Утки, утки как собаки у нас в деревне. Сейчас, в общем, прокатимся, купим на завтра бензин с утра, потому что едем, ну, там по мелочи. И домой, наверное, помоемся в ванной, там, покушаем. И отдыхать, наверное, буду, ребята. Потому что подъем, Саня говорит, в 3 утра. В 3 утра будем выезжать, будем заходить по сумеркам. Пойдем пешком. Где-то в районе 5 километров в одну сторону. Ну, плюс-минус там. И как-то оно так. В общем, ребят, сам ничего не знаю. Живец дома уже есть. Саныч купил плотвы, купил карася. Короче, все заряжено, ребята. Ну, в общем, как-то так. Все, я добрался до места, ребята. Начинаем рыбалку. Дай бог, щука порадует. Неделя Саныч ловил, отлично. Сегодня ребята ездили вроде как ни о чем. Там по 3, по 4 поймали. Ну, она говорит, день клюет, день не клюет. Так что будем, ребят, посмотреть. Все, ребята. Рыбалка начинается.
Все, погнали, погнали. Так, друзья, ну что, уже заканчиваем. Последние жалятся. Выпрямляемся. Жалятся такие русалочки. Доработанные. Поменены флажки. Используют Саня двухсторонний скотч, ребята, смотрите, что он прилипает вообще четко. Ну и в общем он и держит хорошо любого живца. Ну и срабатывает идеально, и не примерзает. Классно. Двухсторонний скотч. Я потом сделал обзорчик на жалицы. Саня подарил мне 5 штук. А так глубина, ребята, сантиметров 30-40. Вот у нас грузик уже сделал глубину. Немножко добавляю, буквально миллиметров 50-40. И все. Глубина выставлена. Живец у нас плотва карась. Вот такая плотвица. Тройнички под спиночку, и без грузика мы ее отправляем. Она у нас натягивает, сама уходит. Немножко времени занимает, конечно, пока она очухается. Ну, в общем, все. Вот она, ребята, в режиме работы. Отлично. Все. Красота. Немножко по самодельным, ребята. Вот Саныч делает вот такие жалицы. Раз. Два. Все, ребята. Культур-мультур. Я потом обзорчик сделаю, вот покажу. А так, в общем, все интересно. Самодельные поводки. Вплоть до самодельной, я не знаю. Выпрямляем лесочку, ставим в режим ее вот так. Кембрик. Видите, ребята, как тут рыбачат. Ну и в общем все по старой схеме, только немножко по кембрику. Как по поплавку выставляемся. Цепляем опять же грузик. Выставляем глубину, ребята. Смотрите, вот глубина. Вот она, все. Глубина у нас выставлена. Вот так по льду ее шмяк. Вот так вот все это делается. И все, ребятки. Смотрите. Жгется снаряжение. Да, я в такой глубине никогда не был. И не знаю, у нас, в принципе, я не пробовал, но Саныч говорит, попробуй, Андрюха, и все, говорит, получится 100%. Плотва под спиночку. На тройнике начинал, я перешел на двойники, но здесь ребята только тройник используют. Вообще, говорит, никак. К двойникам не относимся. Вот единственный момент, надо на этот меляк, чтобы живец ушел своим ходом. И все.
дальше будут дела. Еще такой момент, ребята. Жалица выставлена у нас. Вот просто тарелочки, да, даже не от жалицы, это простые тарелки китайские, какие-то пластики. В общем, ну, глубина очень маленькая, накрывать надо обязательно, потому что лунка светится. Ну и вот так, как-то вот таким образом. Вот и вся любовь. Ребята, ну что, всем здрасте. Нахожусь на Рыбинке, ребята, на Рыбинском водохранилище. Как место называют, здесь полив. Это не самое прям такое пекло. В общем, ну мы ушли 5 километров. Утром встали в 3 часа, пока собрались. Ну, в общем, все было собрано. Так, пока собрались, загрузились, поехали. В общем, 5 километров, ребят, шли пешком. Дорога по Буранке, в общем, ничего сложного. И в целом, когда я был у ребят в Тафаларе, в Ярославле, то бишь, ну, Цутаева, Женя говорит: Андрюх, возьми, говорит, технику без проблем вообще. Какие прокаты, говорит, вы просто возьми, говорит, ходите. В общем, решили просто походить. Я лично для себя, ребята, решил просто подвигаться, походить. В общем, 95 кг под соточку. Ну, в общем, лишнего не будет. Тем более 5 километров туда, 5 километров обратно. Это хорошая прогулка, ребят, на самом деле. Есть техника, но давайте, ну, все-таки будем немножко подвижны. Все-таки движение — это жизнь. Добрались, ребята, добрались до места. Мы приехали втроем. Вчера Леха, точнее, ну вот у Сани, к кому я приехал, напарник, вот именно они тут лютые жилищники. Саня здесь был, поймал 3 штук. 3, там 2, 1,5, в общем. Клёва нету, говорит, ну для них это не клёв, в общем. 3 щуки, и причем хорошие, это не клёв. Стоял в этом районе, и жалицы были в ночь. Они простояли, но были сработки, ребята. В общем, утром подошли, были сработки. Я сначала удочки-то перезаряжу, потом подойду я к вам. Я типа сегодня без фонарика, ёпта. Вот смотри, кембри. 3 сработки, ребята, 3 вымотки. Ну, щука не попалась, это непонятно, что это какое-то явление, но зубы показаны. То есть, ну, это щука 100%. Ну и, в общем, с утра мы расставились. Тема, ребята, интересная, но льда, ну, воды просто нету, понимаете, воды просто нету. И здесь на поливах, как местные говорят, ну, у нас, в принципе, это залив, это же Старец, это Курья, вот как бы у нас так называется. Здесь они называют поливом, именно вот в этом месте. Вот такой меляк. Здесь они ловят щуку. Щука хорошая. Ну и, в общем, все, ребята, рассвело, мы расставились. Будем посмотреть, как говорится. Мы сегодня втроем, получается, Саныч, к кому я приехал.
в гости по приглашению Ивана, друг, напарник, с кем они обычно рыбачат. Леха, я потом в дальнейшем покажу, познакомлю. Ну, у нас еще женская компания. У нас Бетти, девочка такая красавица. Это Лайка, ребята. Не знаю, многие смотрят мой канал по Республике Коми и знают, кто такой Александр Устаев. Последние видосы, там был Каюр, такой тоже известный тип. Это то же самое, такая же, ребята, мадемуазель. Такой же породы. Ой, хороша девка. Я вам сейчас покажу, ребят, поподробнее. В общем, только-только рассвело. Камеры зумом, ребята, как вы помните, я утопил вместе с снегоходом. Ну и сейчас вот, в общем, не могу ничего таких простор показать. В дальнейшем, ребята, вот туда она идет. Просто нескончаемые километры. А здесь вот такой полив, как местные называют. В общем, и здесь, ребята, глубина просто мелкая. Просто мелкая. Вот в таких поливах ловят щуку. Я вам уже показал, как выставлялись. В общем, ребята, две непонятные сработки. Изначально с утром. И вот сейчас буквально. Ну, в общем, давайте поглядим, ребят, какая рыбалка будет. В общем, посмотрите. Походу у Лехи сработка. Но тоже какая-то несерьезная. В общем, ребята, давайте начнем. На февраль месяц. В Рыбинске идет дождь. Смотрите, весенняя атмосфера. Снега просто нету. Выдавило водой все. Немножко подморозило. С утра небольшой минус. Сегодня был 0 градусов с утра. Тепло. Ну вот местами проваливаешься. А так все, в общем. Самодельные жерлицы. В дальнейшем покажу обзор. Ну и мы уходим от полива, потому что глубина очень маленькая. Ходить здесь как бы не стоит. Щука очень боится. Вот у нас пятак расставлен. 20 жерлиц. Как положено. По 10 на брата. И Алексей стоит. Десятка. В общем, 30 жерлиц, ребята. Давайте посмотрим. Ну, здесь неделю назад Саныч ловил неплохо. Хорошая щука попадалась. Будем посмотреть. Есть, ребята, есть рыба. Не крупная щучка, походу. Как особо, ребят, непривычно летают чайки на Рыбинке, где спускают в воду утки. Когда у нас чайки, это у нас уже все, льда нету. Ну, а здесь мы пока на льду, на рыбалке. Вот как-то так. В поливах, как местные говорят, поливы. Ищем щуку. Вот здесь неделю назад была хорошая рыбалка, я говорю, ребят, вот показал фотки. Леха, Саныч. Здесь доставали прям хороших трофеев. Вот сегодня прям охота поймать, ребят, пятерочку. Прямо за пятеркой сегодня приехали. Жерлицы есть. В троечка 30 штук получается у нас. Должна быть сработка, должна быть пятерка. Но походу у Саныча, точнее у Лехи, ночные задыхаться начали. Здесь, ребята, идет мор. Уже надо уходить от берега. Дальше, глубже, потому что глубины нету особо. Меляк, походу, отсюда гасится, так и кислорода нет. И щука за ним идет. Не, должны поймать свою. По-любому. Так, все, а что за такое? А что такое? Есть. Есть. А тут она была. Нормально? Хорошенькая. О, полторашка. Отлично. О, да, разговорчивая. Рыбинка моя. Смотри, пузатая, Леха. Вон она тут засек. Она, короче, крутанулась и здесь опять к лунке подошла, понял? Да, вот, ребят, смотрите, как коротышка такая, толстая. Четко. Вот и глубина. Вот и все, ребята. Так. Все,
Угу. Угу. Ошибочка вышла. Кило 360. Я говорю, она сейчас кривая. Так, смотри, что делается, видишь? Икра. Она маленькая, а такая толстая, блин. 9 утра, у нас перестановка. У ребят тут все по-серьезному, в общем. Нет сработок с утра, а так как с 7:30 до 9 самый такой пик. Леха забирает 4, и мы удлиняемся в ту сторону. Ближе к этой стороне. Будем буриться. Перестановочка. Вот так вот. Хочу познакомить, ребята, с нашей подругой, красавицей. Зовут Белли. Ах, это Лаечка, ребята. Все говорят, кому махнуть, махнуть. У нас снегоход идет. И она, вот смотрите, что делает. Злится. Злится. Самка такая у нас хитрая. Так. Леха взял вторую щучку. Отлично. Это хорошо. Далеко ребят стоят. Расстановка большая. И вот пока добежишь, блин, тяжело. Ага. Есть, да? В общем, ребята, ближе к берегу идут сработки. 3 щучки у нас. 10 час утра. Погода страшное дело. Снег сырой с дождем. Вообще ужас. Вот тут даже, ребята, вот в таких краях получается. Ну вот в ту сторону даже я не знаю, куда идти. Просто вот метров 300 и уже ничего не видно. Даже метров 200, наверное. И, в общем, и утром шли, получается, по фонарикам, и Леха по навигатору заходит. Ну, потому что не определить. Пространство очень большое. Куда вставать. Только навигатор, ребята, только точки. Начинает корку размораживать, проваливаешься местами. Ну вот. Сейчас, если еще сработочка, ребята, бурю эту сторону. Леха перебурился, значит тоже надо бурить вот эту край. Прям туда, к нашему лагерю, где мы сидим. Заметает, блин. Ах, капец, блин. Жилицы вообще старые, да, походу у тебя? Воздух-то. Я? Вообще даже нахуй не уперлась ни разу. Вспышка справа какая-то, да? Еще живец есть? Нет. Ладно. Интересно. Надо наказывать, Лех. По-любому. Походу. А походу не глота, а держит во рту. Ну да, что-то как-то она нестабильно, но не активно. Ладно, что, ну хоть щелкает, то ладно. Ну да, хотя бы ходишь, хоть Да, чего-то. да, есть такое. Бывает же в натуре просидишь. Ну я сейчас все-таки пойду разберу. Есть. Пошла.
Там малявка. Она вылезет. Заботе. Карасик тут на месте. Стандарт сегодня. Вон, Сегодня стандарт, да? Что делать? Че? Окуклив. Не крупная. Че, малышка? Не крупная, да, щучка? Да, грамм 900. Не, Около килограмма сейчас. даже за кило. Маленькие такие толстые. Ну. Вот и наказали. Вот и наказали. Сегодня прям стандарт, ребята. Кило 300, кило 200, килошка. 4-я щука. Сработки тоже есть, но не та щука, которую хотели половить, конечно. Ладно, я сейчас тоже хочу переставиться немножко. Вот эти середку вот тут забрать и вот этот край поставить. До 12 у нас еще есть время. Ну, выход щуки здесь вот именно вот по этому времени. Посмотрим. Штучки 2-3 переставлю. Там продолжу вот эту линию. Может быть какой-то результат. Это наша улица, праздник, ребята. Возвращаемся. Поклевочка. Отлично. Угу. 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 Ага. Угу. Да, нет, ребята. Сегодня прям стандарт. Сегодня прям стандарт. Что ты будешь делать? Но делать нечего. Красиво просек ее. Так. Ну, килушки вот, ребята. Щелкают. Ну вот серединка сработала. Опа, стандарт, ребята. Да, Беляшек? Стандартная щука, скажи, сегодня у нас. Килушки. Кило 200, кило 300. Вот так вот. О! Двушечка, ребята. Вот эта двушечка, наверное. Страха глаза великие, ребята. Слушай, ну такая, как настоящая была. Показалось. Мартышечка. Не замерзла. Писец ты наш. Были. В ухе на макухе. Вся грязная. Сырая. Спешить не будем. Как думаешь, Подождем. Ну и что, берем? Пробуй. Вот, уже что-то. Пузатики, да? Смотри, в пиявках, Саныч. Да, так стоит. Смотри, вообще вся в пиявочках. Это, наверное, самая крупная сегодня у нас. В зачет. Огонь. Вот она, ребята. Пузатик.
порезана. А где же наша-то, блядь? Вот видите, ребята, в чем ребята и говорят. Мамки ходят. Вот держала. Ёпту, хуя. В чем? Ёпту, а где же, блядь? Одежда нет. Где-то рядышком, ребята. На верном пути. Блядь, такую щуку, блядь. Вон, видишь? Лёг, видишь, что краем, да? Да, да. Нет такого в пищеводе там где-то. Да, она все равно как-то. Опа, и все, видишь? Отлично. Ну, держала, да, капитально. Ну, такие уже, слышишь, ну, не кровоточат. Факт в том, что нет. Вон, все разрезано. Вот. Смотри, нифига. Вообще. Быть, попадешься. Опа. Хорошо. Дела там. Ну вот тут. Не зря. Все заглочено. Не зря Леха сделал. Поставил. Все же добыл щуку здесь. Вот так вот. По красоте. Вообще отлично. Да. Вот так вот здесь ловят щуку. Длинная, но Опять сработка, ребята, опять крайняя. Сейчас буквально недавно тут щуку поймали. И опять стрельнула. Он мотает, ребят, смотрите, что делает. Свалилась, да? Да. Вот прям здесь, ребята, сразу. Угу. Мимо. Мимо. И сразу же следующий. Смотри, что у тебя творится. Нормально ты, Леха, ты знаешь, где рыбу ловить, понял? Не просто так. Мотает. Он буквально сейчас тут и сразу же бах. Ну как, блин, как бывает. Большая, да? да, маленькая. Угу. Да. Ой, щука краем. Кто-то держит, да? Понятно. Живец, короче. Так, 12 не в счет, ребята. Ну, Леха хорошую поймал. Ну, как хорошая, такая же, как сегодня, стандартная. Пускай дай, да? Зови бабушку. Давай за бабушкой так же сам. Ну все, ребята, будем собираться. Мусор. У нас улов нормально. Килограмм 15 щуки. Щучка стандартная. Самая вкусная, 1,5 килограмма. Отлично. В общем, переезжать не будем. Саныч говорит то, что есть, Андрюха, здесь крупная щука, но она периодически идет, потом не идет. В общем, завтра, может, нам повезет. Будем оставлять. Сейчас немножко скомбинируем, засыпем и будем домой выходить. Пацаны, сработочка у нас. Собираем сей флажочек, бах. Мелячок. 15 сантиметров. Здесь уже ловили щуку.
на эту жерлицу. Стандарт, Саныч. Ушла, что ли? Нет. Ох, малышка. Не тот стандарт. Че, пускай кушает? Пускай кормится. Дай палец. Иди, дай. Давай за дедушкой, за бабушкой. Завтра нам зови. Завтра нам зови. Приходи. Ну вот. Ну все, ребята. Под занавес щучка небольшая. Ну, в общем, мы сколько сегодня? Штучки 3-4 отпустили вот таких. Ну, все за ус, как бы, особо не глотают прям жадно. Ну, были, конечно, и в заглот. 12, ребята, мы штук забрали. Все как на подбор. Красотки. Кило 300, 1,5, кило 600, кило 740. Вот такие, ребята. Ну, в общем, хорошая, достойная щука, в принципе. Ребята говорят, что это не крупная, конечно, на этих местах, потому что здесь трешки, двушки, это вообще не редкость. Ну, сегодня вот прям стандарт клювало, и мне понравилось. Много сработок было, много холостых сработок было, пару сходов было, в общем. Отлично, мне понравилось, ребята. Первый день на рыбалке. Рыбинск дает добро, ребята. В общем, все мы скомбинировали сейчас. Немножко переставили, потому что вот, ну, меляк начал стрелять, хотя там 15 сантиметров подо льда. Я в шоке. Ну, щука ползает. В общем, домой, ребята. Выходим 5 километров еще на ножке. И сегодня, наверное, с Санычем пожарим щучку свежую. Ну и угостим друзей, так как, ну, куда столько щуки. Вчера с ребятами познакомился. В общем, угостим пацанов и пару штук себе на ужин сегодня сделаем. Ну а завтра, ребята, новый день, новая рыбалка. Попробуем отловиться. Все-таки охота здесь, ребята, достать трофея, как он здесь есть. Побить там свой зимний рекорд, так скажем. 5700, ребята, щука у меня по жерлицам. В общем, охота, конечно, побить. Ну, загадывать не будем. В общем, погода распогодилась. Целый день дождь шел, блин, ужасная погода, все сырые. Ну, к вечеру вот сейчас более-менее как заяснило, и погода хорошая стала. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Путешествие продолжается. И увидимся в новом фильме. Как я тут гостю на Рыбинке, на Рыбинском водохранилище. В общем, здорово. Немножко тут пообщались. Возможно, ребята, съезжу на свою любимую рыбалку. Имею в виду по любимой рыбе, это по налиму. Но это пока еще в планах. Завтра 23 февраля. Всех с наступающим, мужики. Здоровья крепкого. Берегите себя. Пока. Так, утро начинается не с кофе, а с килограмма 2 щуки. Ну, в общем, вот. О, красота. Красота-то какая. Полная вымотка, ё-моё. Вот такие красотки, ребята. Попались. Вот это 2,5, наверное. И вот кило 300, 1,5. Наша самая. Что, бери? Давай, хозяин водоема, делай вещи. Ребята, доброе утро. 2-й день в гостях в Рыбинске, у Саныча.
выезжаем на рыбалку в 6 утра. Вчера отлично отрыбачили и жерлицы оставили в ночь. Вот сегодня чуть-чуть попозже едем, постоим второй день по щуке. Жерлицы расставлены, возможно сегодня возьмем трофея. Заехали на заправку. В общем, бензинчик заправляем и в путь дорожку. Ну, изначально, ребята, сразу хочу поздравить всех мужчин с 23 февралем. Наш праздник родные. Сегодня я его буду проводить на льду, на рыбалке. Ну, а вечером, естественно, подымем бокалы за здоровье, за мужиков. Ну, это наш праздник, ребята, тут разговаривать не о чем. Так что здоровья крепкого, ребята. Ну, как-то так, родные. Главное здоровье, остальное там будет все. Все, ребята, мы едем. Так, друзья, ну что, полдороги прошли по Буранке. И сейчас еще столько же по водохранилищу. Но проблема, что стоит оттепель. За ночь не подморозил. Будем проваливаться. А так вот они, ребята, просторы. Уже расцветает. Уже расцветает. Так, друзья, ну что, мы добрались до точки. Да, ребята, это не на Тополаре гонять. 5 километров в одну, 5 в обратку, плюс на льду здесь побегаешь. Прям так мощно. Ну, раньше ходили, ничего. Сейчас походим. Со вчерашнего дня ноги забили просто. Из 20, ребята, жерлиц 6 сработок у нас. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 даже. 7 штук. 7 сработок. Вчера оставляли живца вот таким образом. Отошли вроде, да? Чтоб не тащить там туда-сюда его. Просто майночку такой сделали. Тепло на улице. Она живет есть. 7 сработок, да? Значит, вечером вчера постреляла, ребята. Хорошо. Вчера не зря сделали перестановку, ребята, ближе к берегу. 15 сантиметров. Здесь сантиметров 40. Вот глубина, грубо говоря, молчит. Работает меляк. Вот первая сработка. Что-то вымотки нет, да, Саныч? Вымотки нету. Ну, размотала. Угу. Скорость спиздил. Нормально. Так, что, пойду дальше или что? Да, то, что вчера все переставили, все и сработало. Потому что было видно сразу по поклевкам. Глубина молчит. Трофейная щука куда-то умотала. Ну, здесь полная вымотка, ребята. Здесь полная вымотка. Что-то вроде не крупное, что ли. Или карась, или что. Ну, вот на зеленых у меня была плотва. Чуть барахтается, не могу понять. А, плотва. Полная вымотка, раздербанила и ушла. Ну все же. Тройники есть тройники. Двойники бы были, мне кажется, была бы щука. Тут надо было подсекать, пока она мотала. Ну все по старой схеме получается, как вчера. Выставляем глубину. Таким образом. Глубина очень маленькая. Без грузил жерлицы используем. И соответственно, чтобы выставиться, надо вот натяжка чуть-чуть. И все, жерлица заряжена. Вот получается, с-под льда, ребят, сантиметров 15, 20. Вот такие глубины.
Так, это последний у нас, да, Саныч, стал? О, здесь полностью вымотано и натянуто. Есть. Это натянуто, и хорошо. Там чист траву где-то идет. Непонятно. Нет, Сань, ничего нету. А не, пошла не крупная. Опа. Ну как, что-то тут задергался потом в конце. Двушка, ребята, на меляке. Ну хоть отстрелялись. Да. Отлично. Намородило, видел, да? Что-то утро начинается не с кофе, а с килограмма 2 щуки. Ну, в общем, вот из 7, ребята, одна бузатенькая. Красота. Да, друзья, вчера были тут втроем, грубо говоря, а сегодня вот сбоку у нас сразу люди стоят. Там дальше люди стоят. Там стоят люди. Вот тут сразу люди стоят. В общем, окружили, короче, нас. Опять какой-то циклон. Все затянуло. Все не видать. Смотрите, ребят, что творится. Опять будет снег, походу. Дождь. Опять будем охреневать. Ладно, пройдемся по Желицам. Подправимся. Ну и будем ждать утренний выход. Ладно. Попьем чаю. Саня уже заканчивает дальние. Ну так, немножко, потому что оттепель была. Стойки-то нету, получается, да? И палочка наклонилась. Так, немножко снежком ее поджать. Ничего не видать, ребята. Дальние еле-еле видно. Ну, флажки большие у Саши. Так что нормально видно их. Даже в такую погоду. Да, выходной, народу много. Праздник, в общем. 23, друзья. Я на рыбинке. Ловим вот таких щук. Но охота сегодня поймать трофея. Погода опять такая щучья, ребят, что не наесть. В общем, дай бог нам повезет. Ну, конечно, пережали нас со всех сторон. Опять же. Пережали нас со всех сторон. Ну, как бы, как есть, как есть. Мы уже с рыбой. Но если бы двойник был, друзья, то, мне кажется, был бы эффект другой. Двойник вот именно работает по ночным, когда оставляешь на долгое время. Она его хватает поперек, не чувствуя тройника. В общем, не колется, а потом просто заглатывает и все. А здесь уже сработок много было. Поперек хватает, тащит, чувствует, колет и выплевывает. Даже не проглатывая, не срывая его. Ну, у нас получается 2 пожеванных, 2 вообще живцов нету. Что-то как-то там непонятно. Караси даже живые, ну побитые, но живые. И вот щука в районе 2 300. Сегодня вот я без безмена. Не знаю, Саша взял, не взял. Завесим. Ну и в общем как-то так. Утро. Ждем сработок. Утро, она всегда. Утро, как говорится, она и в Африке утро. Это 2300, 2400, но пузатая, блин. Ну мы с тобой прям угадали. 2440. Нормально, огонь. Точнее, щука плавно переходит к вечернему застолью. Решили, ребята, вчера взяли тоже себе на поесть. Так что-то замотали, еще дома плюс чистить. Ножи вчера подзабыли все. Сегодня вот специально взяли. Очистим на льду, помоем и на филе пустим. И только придем сразу на сковородочку. Свеженькую щучку. Как-то оно так будет. О, красота. Красота-то какая. У нас, Саня, еще бутерброды сегодня будут.
Просто вообще великолепно. Сделаем сегодня рыбный день. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Саня разобрал щуку, 2 филе, икра. Ну, это привезено уха, набор. Так в целом вот у нас вот такой, ребята, будет великолепно сегодня ужин, я думаю, шикарно. Отлично. Так, ну что, во-первых, загар. Как раз щучку разобрали и ложочек встает. Отлично. Посмотрим сейчас. Сейчас мы проверяем. Да, бросил. Первая мимо. Живца скоммунизила. Ну и что-то, смотрю, ребята начали тоже шевелиться. Ну, выход походу пошел. Будем ждать. Так, ребята, пока пошел выход. Вот там те дальность глубины. Ну, там сантиметров 40 с-подо льда. Там может взять хорошая Маша на килограмм 5-6. Потому что ей там проще бродить, чем, допустим, по такому меляку. Но у меляка он хорошо работать стал. И решили пятерку переставить. Вот эту позицию сейчас сделаем. Рыбалка на жерлице тоже, она, ребята, вроде сел, посидел. Точнее, расставился и сиди, смотри, да, в флажочке. Но надо тоже искать место. Вот будет она в этом углу и проходить, и будет клювать. А те трогать не будут. Вот пятерку сейчас и уберем. Залкан получается. Вот таким макаром просто. Сейчас возьмем. Опа. Лодочка. Нормально. И перевезу все жерлицы. Лодочку засыпем. Обязательно. Вот сработка на меляке. Опять же. Саня будет рядом. И сработочка. Отлично. Санька взял щуку. Красавчик. Вот, пошла там, видите, боком, ребята. Водоем большой. Соответственно, проход тоже надо найти его. Еще одна сработка. Сразу же следующая. Пока забирал глубину, меляк просто ловит. Тащит, тащит, тащит. Есть контакт. Еще одну положил, ребята. Буквально за 10 минут. Вот дает. Что творит этот парень? Вот, ребят, такая же, смотрите, 2,5. Саня достал. Нормально. Ладно, иду же давать.
Сработка, ребята. Опять на меляках. Тут достали, Саня там достал, она опять щелкнула. О, дела, блин. Видите, как бывает. Полная вымотка, ё-моё. Опа. Полностью вымотала. Пошла. Заходи. Опа. Отлично. Есть терс, ребята. Вот такая же, смотрите. С одной лунки буквально за какое-то время. Красота. Блин, хотел за зевником сходить, ребят. Флажок. Берег. Щелкнул. Крайняя наша жилица. Ё-моё. О, попёрло, видите как? Пошла раздача. Что-то этот не крутит. Так подвымотало. Может, есть на месте. Хорошо подвымотало. Выпрямил, что ли, получается. Плотва крупная. Да, вон немножко ссадины. Все, сделали перестановочку, продвинули вот этот меляк, так как вот у нас вот тут он работает. Ну что получается? Какие-то там 20 минут, наверное, 4 сработки. 3 щуки положили. Вообще огонь. Вот, называется выход. Вот такие красотки, ребята. Попались. Вот это 2,5, наверное. И вот кило 300, 1,5. Вот такие они у нас тут стандартные, вчерашние клевали. Ну, сегодня укрепляемся. Вчера было до 2, сегодня уже ближе к 3. Щуки, получается, клевать начали. Отлично. Дай бог, что сегодня распечатаем пятерика. Было бы неплохо. Все, вот ряд ребята так сделали. Вот эти, потому что у нас начали работать. Те с глубин убрали. Ну, эти как бы вчерашние, которые вот рабочие, их оставили. Будем посмотреть. Красота, ребята. Весна просто. Тепло. У нас, кстати, март обещает холодный. Что-то будет до минуса 30, что ли. Неделька там даже как будто. Ну, а здесь уже все. Тут уже дело к весне. Немножко и осталось-то порыбачить. Ну, где-то, слышишь, где-то так же, 2400, мне кажется, 2500. 2,5. А меньше даже. 245. Чуть поменьше, но... Ну, сегодня трешками идем. Ну, все, пожимаем плоды. Вот буквально последняя вот эта жерлица, которую мы сейчас переставили. Саня вот ее последнюю поставил. Загорелась. Вот так. Это хорошо. О. Ну, слышишь, за два, Саныч, за 2. Как это так? Да, ребята, как бывает. А я и думал, тащу, понял, что-то хорошее. Что, пожалуйста, ее? Отпускай. Попорол, слышишь, сильный. Думаешь, сдохнет? Так вон, икра даже торчит. Тогда заберем. Заберем. Ну так,
Где-то часик было затишье. Чайку попили, позавтракали бутербродиком. Будет сработать у нас. Переставленные жерлицы. Подходил парень, который стоит сбоку. 10 без работок, 2 маленькие. Вот так вот. Ладно, посмотрим. Малышка. Отлично. Че, наша, Сань? Че, бери. Давай. Давай, хозяин водоема, делай вещи. А вдруг там трофей? Мотает уверенно, блин. Да сегодня ну, жрет она, видно лучше. Опа. Убежала. Убежала. Вот так. Навстречу просто. Ага. Что-то хрустит, Сань? Что там? Бодра? Вот это кто-то ее. Охренеть. Да. Щука за 1,5 кило 800. Смотрите, ребят. Тут выдры есть у вас? Чего? Выдры. Ну, так-то есть. Смотрите, что творится, ребят. Просто куска нету мяса. Охренеть. Да. Черная какая-то, но. Блин, сегодня хорошая, хорошенькая. Попадается. Отлично. У кого-то соскочила. Да, чуть хвост не отгрыз, смотри, блин. Да, это реально кто-то хватал, блин. В общем, ребята, сегодня ждем. По крайней мере, мы в этом пятаку, потому что вот рядом тишина. Тут вроде пару поймали, и вот он бежит. Ага, крайняя у него сработана. Вот. Ну, в общем, все ловят потихоньку. Никто ничего не делит, не ругается по местам. Всем хватает. И щуки хватает. 6 штучек ребята уже положили. Да, отлично. Одна чищенная, 7-я. А, еще 7-я почищена, точно. Ну, Сань, домой можно уже, слышишь? Смело, куда столько рыбы, блин. Плохо, наверное, будет видно, ребят, но на 23-й ВДВшники подлетели, катаются на этих, не знаю, как называется. Получается, парашюты вот это гоняет. Ну да, что тут пространство позволяет. Три парашюта. Крайне прям возле лагеря, ребята. Щелкнуло. Но на нее мы поймали уже 2. Вот эту жерлицу. Место прям такое интересное. Ну, ВДВшники летают. Отдыхают ребята. Ну что чудят, понял? Нормально. Погода, ребята, поменялась. Страшный ветер, снег. Часа полтора поклевок не было. Первый загар. Время обед у нас. Вот перестановочка наша работает.
Держит? Че, не крупная? Держит, да? О, пошла. Подразнили немножко. Нифига себе. Короче, на игру взяла, понял? Вообще, нормальная щука. Да. Вот такая рыбалка, ребят. Дном прям видно, короче. Отлично, блин. Сегодня прям хорошенькие все такие малышки. Четенько, четенько. Вопросов нету. Сегодня прям, да, толстенькие, хорошие. Еще одну копилочку. Кило 900. Сколько? А? Сколько думаешь? Килограмм 500. 1,5, да? Ну я, короче, кило 800 тогда говорю. Сейчас посмотрим, у кого глазомер работает. О, угадал. Прям четенько. Кило 890, да? О, понял. А вот это сколько? Вот смотрите, ребят, что творится. Просто, я не знаю, наверное, даже не слышно меня. Вот такие бури бывают на водохранилище. Это просто труба. Вот уже третий раз такой ветер, ребята, и сразу по клёву прям тоже дает знать. Не видно берега даже. Вообще ничего не видать. Циклонами такими нахлобучивает прям. Ну, погодка злая, ребята. Просто злая. Да, здесь такие просторы, что задувает прямо морозное. Живца коту забираем. В общем, будем потихоньку выходить. Ну все, ребята, как быстро поставили, так быстро и собрали. Вдвоем, конечно, это повеселее все это дело. Мужики, которые были уже к обеду уехали, погоду испугались. Но мы остались, в общем. Ну, зазря, скажем так. Ой, страшное дело, ребят, ветер страшный. Ну, в общем, вот результат, ребят, сегодня. 2400. Что-то, ну, двушки вот, полторашка, тоже ближе к 2. Двушечка. Маленькую за хвост поймали. И вот, смотрите, ребят, какие монстры тут живут, что вот такие раны делают. Ну, трофея мы не поймали. Вчера количеством чуть побольше, сегодня поменьше, но крупные. Хорошая, самая вкусная щука.
Ну что, ребята, все, мы уже дома. Сегодня лицо так обветрилось, такой ветер сильный был. Сегодня у нас праздник, 23 февраля, вот мы решили немножко отметить. Саныч немножко там моется, купается, в общем, сейчас сядем за стол, ребята, и будем ужинать. Немножко выпьем, ребята, и хочу, пользуясь случаем, поздравить вас, ребята, с праздником. Рюмочку виски, ребят, дешевого. Закусить щукой рыбинской, который плавал буквально там 5 часов назад. Она уже, ребята, на столе, она уже жареная. Давайте, ребята, здоровья, всего самого хорошего. Будьте простыми, будьте своими. Ну и, наверное, ребята, миллион бабок, что базарить, миллион бабок, ребята, все. Для счастья больше ничего не надо. Все, ребята, за вас. Ну, завтра сделаю выходной, наверное. Потом поеду по Налиму. В общем, ребята, все, ребят, с праздничком. За рыбалку. Красота. Друзья, всем привет, доброе утро. Ну, решил записать такой влог небольшой, пока нахожусь здесь, в Рыбинске. Сегодня с дорогой, я сегодня четвертый день, как уехал с дому. Четвертый день нахожусь у Саныча, в общем, в гостях по приглашению на рыбалку. Он уже еще в прошлом году меня приглашал. Не было возможности, на первую лётку приглашал. Но здесь, когда было у меня время, здесь не было льда. В общем, я проснулся, ребят, 9 утра. Сегодня выходной у нас. Ну, у меня выходной. Саня пошел на работу. А завтра у него 2 выходных. В общем. И как бы сегодня я погуляю, в общем, по Рыбинску. Возможно, поедем еще в Ярославль. Что могу сказать, ребята? Что хотелось бы сказать, наверное, в первую очередь. Особо Саню не снимаю, так как немного стесняется, но парень, ребята, простой, просто парень рубаха, очень добрый, сразу видно, что очень добрый, спокойный и, я не знаю, прям вообще пацан просто классный пацан, да и друзья у него классные, ребята. В общем, ребят, собираюсь, сегодня приедет друг, у Сани попросил он, покатает меня по городу, заездим в магазин рыболовный, позвали, увидели что по фотографиям, то, что я здесь, не знаю, может пообщаемся, и что-то ребята хотят свозить меня на хоккей, просто на хоккей, есть билеты, как бы, и, в общем, поехали на хоккей, но это надо будет обратно в Ярославль вернуться, хоккей, там будет хоккей, ну, хоккей так хоккей еще, выходной день, да, в общем. А завтра, ребята, мы, наверное, поедем за Налимом. Покажу вам всем, да и мне покажут в первую очередь, как здесь рыбачат Налима. И не как у нас его ловят ночью, да, допустим, как ночная рыба, а днем на донке. В общем, как-то так. И как раз сейчас хочу показать, ребята, жерлицы, вот именно эти жерлицы в нормальном освещении. Так как в первый день мы рыбачили я, Саныч и Алексей, ну, Леха, получается, друг Ивоны. А вчера вот мы рыбачили вдвоем. Классная рыбалка, ребят, по щуке. Просто отрыв. Просто круто. Так что... Так, все, ребят. А что за такое дело? А что такое? Есть. А тут она была. Хорошенькая. О, полторашка.
Отлично. О, да, разговорчивая. Рыбинка моя. Смотри, пузатая, Лех. Там маля. Вот карасик в этом месте. Стандарт. Вот Это стандарт, да? Все. Охуклив. Не крупная. Че, малышка? Не крупная, да, щучка? Угу. Да, не, ребята. Сегодня прям стандарт. Сегодня прям стандарт. Что ты будешь делать? Но делать нечего. Тушечка, ребята. Вот эта тушечка, наверное. Страх и глаза великие, ребята. Вот, уже что-то. Задники, да? Смотри, в пьявках, Саныч. Да, так стоит. Смотри, вообще все в пьявочке. Хорошо. Смотря, натянуто. Это натянуто, и хорошо. Там через траву где-то идет. Непонятно. Нет, Сань, ничего нету. А не, пошла. Не крупная. Опа. Ну как, что-то тут задергался потом в конце. Двушка, ребята, на меляке. Ну, хоть отстрелялись. Полная вымотка, ё-моё. Опа. Полностью вымотала. Пошла. Заходи. Опа. Отлично. Есть терс, ребята. Вот такая же, смотрите. С одной лунки буквально за какое-то время. Красота. Ребята, как бывает. Я думаю, что еще понял,
Хотелось показать, ребята, подарок от Саныча. Он мне подарил 5 жерлиц. Вот именно изготовил для меня. Это самодельные жерлицы. Вот такого макара. Смотрите, ребята. Дрюни от Сани из Рыбинска. Вот такие самодельные жерлицы, на которые они рыбачат. И лучше, как для них, ничего нету. Вот так выглядит, ребята. 5 жерличек. Они еще не оснащенные. Ну, в общем, смотрите. Сейчас немножко покажу, как она еще вообще сделана. Это простая реечка, допустим, да. Там палочка. Многие делают из трубы. Вот тут этой белой, как она называется. Но они тут используют просто вот такую палочку. Сантиметров 30-35. Она просто втыкается в снег. Как вот по последним рыбалкам вы видели, то что никаких подставок, просто втыкается в снег. Я тоже удивился, думал, как-то она упадет или клюнет щука, полная вымотка. Ничего, ребята, ничего не происходит. Все классно работает. В общем, усадочка, термоусадочка. Вот так чуть пониже получается. Это стандартная катушка от жерлицы. Ни на каком саморезе, вот именно используют болт, чтобы никаких лишних зажимов, пережимов не было. В общем, катушка спокойно вращается. В общем, втыкается. И вот такие флажочки, они двойные, ребята. Не просто в одного сделан, а сложены в два. В общем, жесткие, очень жесткие. Также флажочек полностью обклеен термоусадки. Ну, для того, что, говорит, берешь вот металл и прилипаешь. Вот мы, говорит, вот используем именно вот так. В общем, тут, смотрите, ребят, зубочисточки такие. Для того, чтобы была прорезь и флажочек, вот именно отверстие вот вставлялся именно вот сюда, вот получается. Раз. Вот. Жерлицы высокие, очень далеко их видать. В общем, здесь вот так, такой изгиб. И, в общем, фиксируется вот таким образом. То бишь, не как-то сбоку, а вот именно так. И сработка великолепная, просто великолепная. В общем, если он идет так, то может как-то прокрутиться, а здесь вот именно используется именно вот так. Смотрите, ребята. Ну, также сделаны моменты, чтобы издалека видно, мотает, не мотает. В общем, ну а при сборке, соответственно, флажочек втыкается вот так, и вот так она комбинируется. Ребята, используют леску 0,5. Здесь, говорит, самая ходовая. 0,3, 0,4 как бы вообще, говорит, не используем. И, в общем, только 0,5. И только тройники и без грузила. Вы видели, ребята, как мы рыбачили. Просто 15 сантиметров. 15 сантиметров глубина. Вот такой комплект Саня мне подарил. Мы обменялись подарками. Я ему подарил нож якутский. Так как я люблю ножи, говорю, Сань, держи тебе нож. А вот он мне здесь готовил вот именно вот такие жерлицы. Дрюни от Сани из Рыбинска. Я их оснащу, ребята. Также, наверное, попробую без грузила. И будем где-нибудь на меляках ставить. В общем, вот такой подарок. А сейчас покажу две жерлицы, уже собранные, чем рыбачат. В общем, друзья, это уже оснащенные жерлицы, которые рыбачит Саня. Вот, смотрите, ребята, видите, два слоя. Также вот термоусадочка. Флажки заменены, флажки самодельные, проклеены. В общем, здесь, допустим, термоусадка идет полностью. Тоже, говорит, используем, чтобы палочка вот эта не набухала, не налипал лед. И, в общем, тройничок, поводок, поводки самодельные. И вот здесь, ребята, кембрик. Помните, да? Вымеряем глубину. Кембрик настраиваем так, чтобы он касался кромки воды. И уже по последствиям следующих, получается, если там щука клюнула или просто там как-то что-то переставить, то уже здесь глубина у нас уже настроена, и нам не надо лишний раз промерять, получается. В общем, вот так вот. Также флажочек. Вот здесь прорезик такой. Все, жерлица нас убрана. Ну и вот в Сане, получается, еще есть, ребята, такие покупные, которые рыбачил я. У меня вот щукарь, у меня щука, а здесь вот русалочка такая. Вот флажочки у него переделаны, вот, допустим, черный материал.
И смотрите, ребят, что я хотел подметить, что изгиб и флаг, он именно не вот здесь, как, допустим, у многих жалицах, да, он сразу идет по кромке, а чуть-чуть ниже. И здесь получается не металл просто, ребят, а здесь, смотрите, двухсторонний скотч. Вот, видите, он прилипает прям. Это для того, чтобы, допустим, когда вот мы ее выставляем, все, он к леске прилип. И при поклевке он, видите, он хорошо, даже там снег попадет, вода, он в любом случае сработает, так как леска и двухсторонний скотч, они просто вот раз, и видите, и все. Если бы здесь, допустим, просто был металл, или, допустим, бывает как флажочек, то бывают такие моменты, что просто щука взяла, мотает, а флажок стоит на месте, и нет сработки у нас. Это раз. И, соответственно, здесь, ребят, такого не может быть. Вот такой момент. Двухсторонний скотч мотайте на ус, ребята. Во-первых, здесь хороший загиб для того, чтобы самострела не будет и ветра. Видите, какой загиб? Тут, ну, очень сложно сорвать. Но опять же, щука если берет, то здесь уже никак не будет какого-то подвоха. Флажочек сработает. В общем, ну вот. Вот такие доработки и самодельные жерлицы, на которые рыбачат ребята. Так что вот как-то так. Также термоусадочка. Вот берешь флажочек, уже нет металла вот этого. И я часто, когда на морозе, руки жерлицы, вода, берешь эти флажки, прилипаешь. А здесь вот видите, ребята, просто сделано, доработано и все забыто. Вот как-то так.
ребята, всем привет. Вот и третий выход по рыбалке в Рыбинске, ребята. Сегодня у нас Налим. Рыбалка по Налиму, другая точка. Расстояние где-то от города километров 40. И пешочком, опять же, пятерочку, ребята, по ногам. Выехали в 6 утра. Рано не вставали, добрались. В общем, расставляемся, ребята. Сегодня у нас Налим, рыбалка на донке. И будем стучать еще, пробовать. Глубина порядком 5-6 метров в этой точке. Без навигатора, ребята, здесь не обойтись. Сегодня я Саня, и сегодня с нами опять Леха. Ну и Бетти, Белоснежка. В общем, донки, ребят, на тюльку. И, в общем, в дальнейшем все покажу. Ветрище, ребята, метров 17, наверное. Здесь вообще задувает очень страшно. Не знаю, как звук будет писать. Но постараюсь что-нибудь поснимать, ребята. Сегодня мороз, минус 5, 4 градуса, что-то такое. В общем, и ветер. Вот мы расставляемся. Пятачок у нас порядком километр. В общем, здесь можно разгуляться. Ну и будем ставить донки на тюлечку. Да, ветруган сегодня вообще капитальный. Еще вечером больше будет. Не знаю, как получится. Как будет слышно меня. В общем, я на бур, Саня расставляет. Потом меняемся и помогаем еще Лехе. Донок 30 поставим, наверное. О, вода, блин. А ножи не по какому льду. Так, друзья, ну вот такие доночки. Простая леска 0,4-0,5. Крючок. Вот такой не маленький. В общем, и чтобы не заморачиваться по грузилу, просто гайка 17-19. Все. Самая бюджетная донка, ребят, получается. Вот. Соответственно, тюлечка. Ну, если бы был ёрш, было бы намного лучше. Ну, пока на тюлечку. Вот так вот. И насаживаем ее, как червя. Вот так вот. Все на дно. Все очень просто, ребята, как 2 копейки. Вот положили на дно, делаем небольшую слабину, получается, как ребята сказали. Вот так вот. А будем ходить потом, если будет натяжка, то значит Налим есть. Минус 5, ребята. Ветер, а тут чайки летают. И нормально, прикольно. Так, мы уже проход сделали, сейчас идем чуть в сторону и обратно возвращаться будем, где у нас оставлены санки. Все, дно немножко слабины. И все, если он клюнет, будет натянуто. Это будем мы смотреть, конечно. Чайка. Чайки летают. Такой ветер, что она почти на месте стоит. Бетти, он лает на чаек. Бетти, взять ее? Взять! Да, такой ветруган, ребята, здесь, блин, стоять целый день нам хренеем. Это сейчас пока буримся, двигаемся нормально. Еще только дошли, еще такие горячие. Вон, час пройдет, и мы остынем. Все, еще очередная. Уже заканчиваем. Уже заканчиваем. И надо уже, ребята, те смотреть, в принципе, которые первые поставили. Все, отлично. Бам. И готово. Ну все, ребята, ряд прошли и вернулись обратно. Я решил пройтись по донкам. Может, есть сработки уже. А потом пойдем Лехе помогать.
И вот так каждый час будем ходить, ребята. Натяжки нету, значит нормально. Натяжечка. Вроде как натяжечка. Не крупный, ребят, налимчик. Вон какой засранец. Вон какой бродяга мелкий. А заглотил-то как самый настоящий. Ну вот первый налимчик, ребят. Вот так ловят налима в этих краях. Ах. Но то, что это не глотает, это да. Это должен знать каждый, кто рыбачит по налиму. Шнурок. Ну и здесь пацаны говорят, что налимы не крупные. Если 2 килограмма, то это уже бонус. Мелкий. Ну, первый. Вот так вот работает система, ребята. Будем ловить сегодня. Первый, ребята, змееныш небольшой. Пришлось забрать. Но это прошло буквально, не знаю, минут 40, как мы расставились. Вот реально вот днем клюет. Отлично. Натяжечка, ребята. Ага. Есть, ребята, покрупнее. Чего там? Вот он, ребята. Хе-хе-хе. Это я прошел у Лехи по донкам. Тоже заглот полностью. Это у Лехи донки. Они вот расставляются. Я думаю, что потом сидеть. Время идет. Да, глотают они. Страшное дело, конечно. Ну вот. Есть контакт. В общем, ребята, пока расставлялись по одному шнурку. Это чуть-чуть покрупнее, грамм 300-400. Все. Ждем. Сейчас будем на стук еще пробовать. Ветрища страшная, ребята. Угу. Крупненький налимчик идет. Ну что у нас? Пароход. Минус одна донка и маленький налимчик попался. Леха еще не пришел, как у него дела. Ну, в общем, пробуем стучать. Пробуем стучать. Погода, конечно, ураган, блин. Охренеть погода. Да. Если было минус 15 хотя бы с таким ветром, то бы без лица остались. Ладно, ищем Никодима. Вернулся Леха, тоже небольшой. Одного, говорит, отпустил. Засекся нормально. Ну я ищу, хочу поймать, ребята, на удочку налима. Таким способом я не рыбачил и не ловил никогда. Там, где у нас удочку утащила, там и попробую. Но Леха, говорит, после первой проверки, говорит, пяток не дернули. Это, говорит, плохо. Показатель плохой. Так что надо искать. Тишина, ребят, пока. На стук не хочет брать. Пока тихо. Тихо и ветрено. Вот так вот можно как-то это озвучить. Но мы стараемся, ищем. Угу. Хулиганы, да? Саныч, хулиганы.
такие маленькие. Черный бродяга. Бродяжной пятнярик. Тюлечку захавал. Капитально. Тоже многие пишут, что типа маленьких не отпускаете. Я говорю, ребята походу не ловили налима. Если не знаете, как он болтает. Вообще капитально захавал. Без вариантов, но натяжечка. Это хорошо. Что, Саныч, как-то вот это, да? Пятак. Тот и там у нас сначала. Ага. Есть контакт. Чернеш. Да, какое-то направление тут. В общем, за проход, ребята, два некрупных налимчика. Последние годы, говорит, вот такие мелкие в основном, говорит. Крупного налима нету. Ну, в этом пятаке там хорошо что-то попадается. Там пробовать надо, бурить, наверное. Третья луночка, ребята. Все же охота поймать мне на стук. Да. Если были бы у меня такие просторы, вот тут с палаточкой посидеть в самый раз. Постучать налима. Ну, по приезду приеду. Поеду на свои точки. Скоро налим у нас. Серега приедет опять с Кирова. Собирался. Поедем на дня 3-4. Поживем в лесу. Ни хрена, ребята, не хочет он на мормышку. Пойдем пить чай. Будем пить чай. Тогда чайку побьем, да, пройдемся еще по доночкам. И ветер, блин, я не знаю, ребят, слышно меня там, не слышно. Ну, в общем, вот такие тут порывы, блин, бывают. А вечером еще сильнее будет. Есть налим, да, Саныч? Есть налим, наверное. Опа. Еще шнурочек, блин, походу. Давай, деда зови. А лучше про деда, да? Старого какого. Есть, ребята, походу. Оп. Ага. Чуть-чуть покрупнее. Шнурки. Шнурята, блин. Стоять, боец, стоять. Жабры, блин. Угу.
Опа, оторвался. Зашел? Оторвался. Недавно. На, бать. Был налимчик, да, оторвался. Тоже не крупный. Такой же, по ощущениям. Красавец. Вот такой у нас улов, ребята. Налима. Догонит, нет? Догнал. Пьем чай. Ни в какую, ребята, не хочет он на стук. Уже, не знаю, прошел уже до самого конца, где у нас вот стоят донки. На донки попадается, вот, а на стук нифига. Охота было вот его вот именно вот этим макаром, ребята. Ну да ладно, сегодня вообще не клевый день. Леха говорит, за проход, говорит, вот 5 шнурков, говорит, обычно можно было снять вообще в легкую. Ну а так по одному, по два попадаются. По налиму, в общем, ребят, тихо. Ладно, что, мы рыбачим. Очередной проход делаем. Леха красавчик, не ленится. Пошел сейчас поменял всю тюльку свежую. В общем, ну, может, ближе к вечеру, ребят, что-то получится. В общем, ну, а мы сейчас тоже пройдемся, посмотрим, что да как у нас. Ветрище, ребята, вообще страшно. Я еще без рукавиц, блин. Да, тут даже, наверное, никакие растяжки, ребят, не помогут, если повадку ставить. Так задувает, вообще капец просто. Стандарт, блин. Стандартик. Заменим тюлечку. Вот такая рыбка, ребята, очень вонючая, с таким своеобразным запахом. Леха говорит, что по сумеркам должен выйти. Так что будем ждать сумерки, ребята. А я все бурюсь ниже. Ищу. Может, получится. Была поклевка, ребята. Была поклевка. Но я слил его. Ё-моё. Тоже не крупный. Ударил. Вот сразу поменял и сразу поклевка. Ну хоть почувствовал. Хоть почувствовал, ребята. Вот так сразу разорвал ее, блин. Не знаю, покачаем еще.
Пробуем. Ну, уже была поклевочка. Это уже радует. Поклевочка, ребята. Ёпа, есть. Стой, иди. Ах ты слил, блин, ё-моё. Хороший был. Ай-яй-яй-яй-яй. Тюльки нету. Тюльки нету. Слил, блин, 2 раза хватал. Блин. Вот так вот пошла жара. Ближе к делу. Сначала бахнул я резко, вырвал из пасти. А сейчас потом подождал. Ну, возле лунки ушел. Вот такие мормышки, ребят, фосфорные. Как-то не знаю, так. Такие мормышки. Леска, наверное, 35-я. Что тут у меня? Ветер на бур нахерачил. Ну, вот удочка самодельная. Но мне кажется, из-за кивка вот этого он не секет. Надо пожестче, чтобы просекала пасть. Все, сразу настроение поднялось. Но не поймал, не наш. Работочка. Чернявенький. Бродяга. Бродяжной. Сразу же на вторую. О, что-то покрупнее выходят, но отлично. Покрупнее. О, кровища сразу, ребята, хлещет. Как с поросенком, блин. По жабрам получил, что ли, где-то. Так, ну что, пробуем еще раз, ребята. Опа. Бетти. Красотка. Красотка наша. Красотка. Чего? Красивая собака, да, ребята? Симпатяшки такая. 4 года Бетти. Девочка. Что-то сильно очень мне понравилась такая собака. Может взять себе такую же на рыбалку. Так, друзья, уже вечереет. Все-таки ждем мы выход. Будет он, не будет. Одному налиму известно. В общем, я все пытаюсь поймать. Все пытаюсь поймать. В общем, у нас, ребята, 20 штук. 20 налимчиков. Самый крупный, наверное, у Лехи. Это килограмм 700. Ну, в общем, все покрупнее получается. Ладно. Скоро домой уже будем собираться. Ну все, друзья. Опа. Налимчик, что ли? Нифига себе. Вышел, значит, вечером. Вон еще один. Мы тут отстояли до самых сумерек. В общем, тут клюет днем, ребята. Только днем в этом месте. У нас вечером начинает выходить, а вон здесь наоборот.
Так, ну, в общем, это у нас 11-й. И у Лехи 10. 21 штука попался. Не крупных. Ну, все же налим, ребята. Попробовал здесь порыбачить. Ну, у всех разный налим. Да, попадаются здесь и хорошенькие, конечно, но мелко очень много. И в целом как-то так. Вот такие простые доночки. Ничего сложного. Самая бюджетная, наверное, снасть. И ловят. Вот так ребята здесь ловят налимы. На тюлечку. На гаечки. В общем, красота. Красота. Ну что, ребят, все, рыбалка закончилась, уже полностью темно. Все, уже смотали донки. Там Леха еще доматывает. Саня пошел помогать. Все, упаковались. Ну, еще 5 километров на ход, ребята. Ну, что могу сказать? Интересная рыбалка, днем налим. Да, не крупный, вопросов нету, но здесь его очень много, ребята, такого налима. Что-то отпустили, что-то забрали, в общем, 20 штучек у нас. Нормальный вес. Сейчас с Санычем приедем домой, пожарим, свеженького покушаем. Не изменяем традиции, каждый день у нас жареная рыба. Разная причем. Ну, круто, ребята. Рад то, что здесь вообще нахожусь, потому что, ну, я привык, ребята, 20 метров, там местами речкой перепрыгнуть можно. Здесь необъятные просторы, совсем разные снасти, в общем, так, ну, что-то новенького для себя, ребята, я все равно беру, как рыбак, и, в общем, мне это очень интересно. Завтра последний день нахождения здесь. В общем, не знаю, еще сейчас вечером приду, что-нибудь придумаем. Саня говорит, надо перекурить, потому что очень много ходим, ребята. Сегодня, давайте посчитаем, если, вот, допустим, сюда 5, и вот здесь вот круги мотали, мы вот донки проверяли, каждый час там ходили, то у меня ноги просто вообще в хлам. Сейчас еще 5 на ноги, и плюс 2 выхода по щуке, то же самое. В общем, ходить очень много надо, не имея техники, вот я имею в виду вот так. Как будто бы, говорит, давай отдохнем. Ну, я последний день дома не могу просидеть, что-то надо думать, не знаю, может куда-то на плотву съездим, может я один куда-нибудь мотану, ребят. Ну, в общем, наверное, схожу порыбачу. Ну, а потом уже поезд и домой. В общем, целый день на ветродуе, лицо, руки, все красное, все обветрено. Жестко прям так сегодня нас держал ветер, но здесь он часто, потому что, ну, просторы очень большие, и задувает здесь капитально, великолепно, так скажем. Ну, спрятаться негде. В общем, как-то так, ребят, денек. Мне очень понравилось. В общем, все четко, все классно. Будем выходить домой. Все, ребята, буду прощаться. Давайте на связи. Ну и увидимся, конечно. Все. Всех обнял.